выйти из игры, не играть в нее, не быть частью, это твой выбор. То есть тут, оказывается, этой опции третьего выбора вообще не существует. То есть выбор яц. Либо это как бы террорист, бац, и заложники, и игра, донор. Террористы представляют в голове пистолет и говорят, то, что либо ты будешь делать то, что я говорю, либо я тебя пристрелю. Вот ищи выбор. И в кавычках, конечно, это не выбор просто. То есть в исламе тоже никакого выбора нет. Либо это, либо то. Заложник просто уйти не может, короче, не играть в террористов и заложников. То есть вопрос, да, немножко философский, он дальше все-таки верхний уровень, и выбор, и хумши бог, потому что там внизу есть еще интересный слой, который можно поднять, короче. И инструменты, и выбор еще. Шушевич насчет выбора, самый даже бяхма белый. Да. И так базар вошь, он какой-то, пусть он и обделен вот этими двумя только опциями, скажем так, выбором, не выбором, насильным, скажем так, либо это, либо мы тебе так сделаем, либо ты подчиняешься и падаешь ниц бошь. Сокитион, хатезисах Тесла, хатезисах Я хочу немножко то, что ты задал вопрос, но это получается тогда, если у тебя выбор кушать, не кушать, вот ты, отойдя от базаров, от всех гипотез, это реально практически тебе вопрос. Я думаю, что у тебя есть выбор не кушать, но ты прекрасно понимаешь, что ты сдохнешь с голоду, если ты не будешь кушать. За это меня пытать не будут. Не, пытать не будут, но дело в том, что ты осознаешь, что в твоей же парадигме, вот как свободного человека, ты на самом деле, пребывая в этом мире, не совсем не свободен тогда получается. Ты же хочешь меня подвести к тому, что у меня нету выбора, но получается, у тебя выбора нету тогда и не кушать, у тебя нету выбора не дышать, у тебя не было выбора даже, чтобы не появиться на этот свет. Понимаешь ты? У меня есть выбор. Интересно, ты не можешь выйти из игры, да, ты из матрицы не можешь выйти. Вот это правда. Тебя сотворили, все, твой процесс запущен. Соборди, я не могу выйти от террористов. То есть я заложник у террористов по исламу. То есть хочешь ты, не хочешь ты, короче, либо пристрелим, либо делаешь, что мы говорим. Короче, выбор яц какой-то. Иногда, давай я и пример, он поверхностный очень. Там есть поглубже, более интересный. У нас конкретно Дин Дюч, Ватсу, антитеррор, нелогичности, Дин не показываю, Хукман, Арабиан, там это, Бог, 4-24. Мы чисто философски, он на парагатех или вешон, потому что это философское чисто. Ты не обязан все ошибки ислама передо мной оправдывать или ошибки в Коранах, хадисах защищать, короче. Чисто философию, он короче, религиозный культуру, гумадоч. Но имеющий глубокий смысл, способный все это здание обрушить. Хойнц и Хаютчо, и выбор, а еще, например, сделать вот так, подчиниться, он заел инструкции Баха, хотя он дал инструкции, тебе какие-то люди это передали. То есть какие-то люди передали это другим, и ты веришь, что эти люди имели какую-то связь с Богом. То есть вера в людей, а не вера в Бога. Вера в Бога у меня может быть. Да, это поэтому вера называется. Точно так же, как ты веришь в эволюцию. Причем мы договорились, что с тобой у тебя нет никаких данных, и чтобы это подтвердить. Не, подожди. Сверхъестественный гумдуй из Богду Бог, доказательство сверхъестественный диез. То есть ты не можешь сверхъестественную вещь какими-то книжками, там, словечками, там, гумшами, это, келхарвал. За такой законный предъявы, сверхъестественный, должны быть законные доки, такие же сверхъестественные. Там, например, оранчур, аек деща, и в воздухе, если кружку с водой поднимешь, и она застынет там на 5 секунд или на 10. Это может еще долго продолжаться. Можно я просто пару слов скажу? У вас диспут Тесла, ощущение, что диспут он 19 века. Вы вообще современную физику, вообще научпоп же смотрели, да? Вы понимаете то, что время это вообще... Чуть-чуть подожди, Извини, Садахом даст.
Нет, Тесла, в общем, изначально договориться, Берон, что давай короткими вопросами, и мы вообще изначально договорились, что я задаю тебе вопрос. Вы продолжите, дайте ты один момент сказать. захотел меня увести в философию, логику и так далее. Хотя я тебе сказал, что я сейчас буду участвовать в глубоких. Почему? Потому что Ахсюик и Хаттер ждичат 158 дарилин. Уже притчу говорится, Нет, Тесла, подождите, я доскажу, потом уже будет вопрос задавать. Тесла, у вас дискуссия, диспут, я не знаю, 19 века, потому что если вы смотрели научную, если даже в физике не разбираетесь... Я 19 веке. Окей. Ибрам, сабр дела. Я не хочу сам с собой разговаривать. Если вы тоже говорите, никто никого не слышит. Давайте я просто доскажу. И время, пространство, все это условность в данный момент. Прошлое, будущее. Нельзя мыслить линейно, вот так, типа, выбор яйца, боже, это условность. Мы живем в трехмерном пространстве, мы даже не понимаем до сих пор, как этот мир существует. Будущее, прошлое, у нас это для нас это так работает. Понимаешь, о чем я, Тесла? Когда ты такие примеры даешь, типа, купил яблоко, не купил яблоко, мы даже не понимаем, как этот мир функционирует до сих пор. Это линейное мышление, как будто бы время сегодня, условно, там 14 августа, какой у нас, завтра 15 августа. А физика может по-другому работать. Понимаешь, о чем я, Тесла? Ты же образованный человек, я думаю. Вялиха. Хейтарёс был еще. Айо, все, Тесла, я хотел вернуться на секунду. У меня из головы вылетело насчет твоего примера с базаром. Я долго тебя спрашивал, теперь твоя очередь, действительно. Я время перескочил. Давай. Сахатарша, асха до философский квагениш, асицдир датсунда, человека саакуйкшана стюнг, статана, полноценно участвовать, ищать, чуавалусо. Я немного затянулся даже, больше, чем планировал, но я дам тебе коротко ответ и дам еще один уточняющий вопрос, и любой твой ответ, он будет принят, да, как бы. По поводу твоего примера, метафоры, мне подобный вопрос задавали. У меня подобная дискуссия, она уже была лет 17-18, может, 20 назад с атеистом, с коллегой. Я тебе проще отвечу на твой пример, возвращаясь, да, вот от этого базара даже к самому Господу, Творцу. Даже если этого условного выбора нету, вообще даже тебя только пристреливают, да, ты как с террористами, это специально там негативный, чтобы пленку закинуть, такой пример привел негативный, ну пускай будет негативный даже. Даже если у тебя там выбор только пристрелить, ты не можешь предъявить ничего изначально к Создателю. Почему? Потому что он является твоим автором. Понимаешь? Вот ты пишешь стих к тебе претензий не имеет. Ты делаешь, я не знаю, там, гант дина, гант, хоквак бождина, итквак бождина. У него не должно быть претензий. Это, по идее, то, что тебе принадлежит. Хадола хумду и гант, дала истуал яла киегела бияти. Кетио? Уточнение, Эльчун. Дело в том, что создателю это дело принадлежит, Бог. Ты описываешь, как будто мы уже решили, что это принадлежит создателю. Нет, это концепция бедуинов, короче, и она им принадлежит, и по этой концепции, короче, вовсе не это. Создатель. По этой концепции, да, те концепции, на самом деле, ты можешь сейчас это не признавать. Почему? Потому что, иньо гумью, асвау, сюда бан мирту, андрес, безгерез, бестича, претензии хирю. Дай мне объяснить. Это халиф, короче, этих суперхалиф, который делает, что хочет. Из-за бедуинской концепции. Где Бог такими вещами не страдает, короче. Идей, вождей, или асхон, множество концепций есть, короче.
Ты просто один короче. То есть вот что там такой самодур есть, что хочу, то и ворочу бош, короче. Нахпыта, дешь и дешь, вож дешь. Ша создавать, то и ша вага веш, короче. Это все арабские, бедуинские, короче. То есть ты как бы создатель, а ты это в твоем мире, да, так Ну, воображаемом с мире. твоей точки зрения, это не арабское должно быть, потому что Это есть арабское, еще ранние абсолютно. другие религии, которые говорят о мучениях потустороннем. Я могу на месте просто сказать. Египетские верования, это христианские верования, это древнегреческие и так далее. Их много. На месте Тогда, получается, ты должен быть объективным и не приписывать это арабам, так как ты, как мы, в отличие от нас, не считаешь ислам подлинной, истинной и первоначальной религии, соответственно, ты вообще должен тогда претензии, как первичные претензии предъявлять не к арабам, а к другим людям. Подожди, почему? Именно ислам, но никакое христианство к чеченцам никакого отношения не имеет. Да при чем тут? Мы же не сейчас транснационально рассуждаем, мы философствуем. Дай проблем решать. Что у нас нету ни ресурсов, ни возможностей, ни наглости воевать со всеми авраамическими религиями, у всех народов. Короче. Не, мы сейчас философствуем, у нас абстракция идет. Ты уже не ногчи, никто в высшей космосе, а ногчи адвита. Мы говорим, что в исламе Дейл Адам Сандинду. То есть у него есть чувство, гнев, он гневается, он разрешается один чтахоман, короче. Да, даже в хадисе он что-то не успевает, даже в случае, что он не успевает кинуть звезду шайтана. Шайтан быстрее даже. Представь, хадиса есть такое. То есть это человеческий бог. Сунде стопроцентная уверенность, что его нету, потому что это созданное человеческим, завистливое Ахмабахар, что хочу, то и хорошо, ворочу. Я тут халиф Бош, короче. Я тут, короче, Бен Салман, я тут Путин Бош. Ишца, диктаторский халиф Буи, короче. Ну, нет, человеческое. Это абсолютно нулевая у меня, скажем так, страх или вот нулевая, короче. Но ты опять ушел, ты в эмоции уходишь, ты свои чувства, отношение к этому религии, ты фокусируешься вот на эмоциях, как ты относишься. Ты сфокусирован на своих разочарованиях, понимаешь? Освободил комментарий. Я тебя просто призвал быть объективным тогда. Хочешь, я тебе объективно скажи тогда древние египтяне. Хорошо. Еврейский бог такой же человеческий бог. Он там с этим Израилем борется, там тоже обижается, когда ему это сотоварищи дают. Точно такой же завистливый. Что изменилось? Давай еще найдем какого-то такого же человеческого, очеловеченного бога людьми. Что изменилось? То, что мы теперь понимаем, что со мной разговаривает не зомби-человек, помешанный на каких-то фобиях, понимаешь? То есть открытый, по крайней мере, человек. Допускает существование истинного создателя, который нам непонятен, и мы не можем в миллион лет до Аллаха узнать, что и кто и как это. Короче, ты не согласен тем, что я подойду там на твое изделие, там, дресбизги, у тебя ко мне не будет претензий, я тебя правильно понимаю? Да, вот хай концепция, хай ритма. Опять сахомпат интересный, который ты, возможно, об этом не думал. Вот дался Адмишкуален, вот в твоей концепции религии, просто пока отодвинем, чтобы она тебе не мешала отвечать на это. Дался Адмишкуален. Допускаешь такое? Я верю в это, я убежден в это, то, что Аллах сотворил людей. Хорошо. А почему ты не допускаешь, что дался какой-то Адмишкуален, короче, развить царь космоса, не знаю, засеять молекулами, царях Адмиш появится, один тоже процесс запустить. Царь уже следующий день. Итак, сейчас стадия щука так выйду от стадии. Ищтел положение цахилла аль-хубил галуюха. Ну, инса бог, что там к цивилизации, инса выпален бог, я тебя правильно понял? Бог почему не может и доказательство, что Бог прямо и сразу почему он через эту стадию не может это сделать? Через бесконечное количество разумных существ, шкуш, развить короче, космос, там, не знаю, молекулами ДНК, засеять еще, юхцарах новую эволюцию, новую, хочешь, какой-то стадии, где вот это
скажем, противоречие в том, что ты, почему прямо дал свой квалдишу, это наглость яхти. Ну, я не вижу основания полагать, что это наглость. Как это может быть наглость, если Всевышний, всезнающий, трансцендентный Господь творит то, что Он желает? Почему это может быть наглость? Это мне непонятна твоя логика. А второе, я не отрицаю и никогда не говорил, что я не допускаю, что Всевышний сотворил другие цивилизации, которые нам неведомы в каких-то вселенных, галактиках там, и так далее и тому подобное. Почему оно может быть? И более того, даже если взять те сифаты, то есть атрибуты Всевышнего, описанные в Коране, они носят характер, есть такое понятие, как в арабском языке и в русском, причастие действительного залога, то есть это существительное, которое постоянно совершает действие. В английском оно характеризуется как ing окончанием, да, там I'm going, я идущий. В арабском это образуется, например, вот как есть глагол халака, творить, халик от этого слова, творящий. И оно не имеет в целом каких-либо лимитов, то есть он да имана кулш, то есть он всегда был творящим и бесконечно, вот как ты выразился, он является бесконечно творящим Господом. Поэтому естественно, я допускаю, что есть другие цивилизации, но я не утверждаю, я допускаю. Так, можно вопрос задать? Выстрела. Если у тебя время есть, Я 5-10 минут посижу, я выйду. Как раз вот ты сказал про создателя и создание. Ты сможешь логически, не ссылаясь на Коран и ни на что, точно обосновать существование создателя? Но у тебя может быть своя логика, у меня может быть своя, у слушающих нас тоже как бы другая логика. Я смогу обосновать с той позиции, с той точки зрения, которая для меня является рациональной логикой. Я могу обосновать. Ну, то есть ты не претендуешь, да, на объективность того, что, вот, грубо говоря, твоих убеждений о существовании Бога? Я не сказал на объективность, я же не буду основываться на каких-то субъективном лишь опыте. То есть я буду стараться быть объективным, но я имел в виду, что то, в чем я вижу логику, ты можешь не увидеть. Вот что я имел в виду. Точно так же, как где я вижу юмор, ты там можешь не видеть юмор, и ты можешь не понять, нет, почему я смеюсь. Фортресс. Логика, она точная, как математика, разве нет? Нет, логика, она точно не может быть, так как она философская дисциплина, а философская дисциплина – это, можно сказать, почти что антагонизм математики. Подожди, если у тебя своя логика, и ты ее можешь обосновать, что вот есть, со всеми формулировками «если», «или» там и так далее, то как мы можем ее не понять, скажи? Ну, давай тогда сейчас проверим, поймешь ты ее или нет. Давай. Если что, я буду потом возьму момент, чтобы ее раскритиковать, хорошо? Если вдруг она... Ну, то есть, если у нее будут слабые моменты. Хорошо, у меня в данном подходе, наверное, большинство людей задумывались о творении, о созданиях, откуда он и так далее и тому подобное. У меня в этом вопросе есть несколько логик, несколько мыслей, которые я у себя десятки, сотни раз прорабатывал. И приведу один из примеров. Если вернуться к начальной точке, который предлагает, ну, скажем так, современная наука, современная астрофизика, и не только современная, но и даже, наверное, где-то там и прошлое, и древнее,
Мы возвращаемся вот к некому опорной точке, там большой взрыв, да? Ну, наверное, ты слышал, да? Это все слышали, я думаю, что большой взрыв с маленькой точки, термоядерный взрыв, и Вселенная начала расширяться и так далее и тому подобное. Вот опираясь на элементарные знания физики, опираясь на логику, я не допускаю, что любая форма материи, то есть, говоря по-философски, что бытие не может возникать из небытия. Понимаешь, да? То есть организованный мир, когда ты будешь миллионы лет, сколько угодно тебе возвращаться, ты все равно упираешься в какую-то начальную точку. Даже эта начальная точка, я не допускаю, что она из ничего. Даже если это всего лишь энергия. Почему? Потому что в физике энергия ни из чего не бывает. Да, может быть там аннигиляция, когда частицы превращаются там в энергию, энергия превращается в частицы и так далее и тому подобное. Это процесс, кстати, мы не будем сейчас углубляться, оно только усиливает позиции и знамения и чудеса ислама. Это просто превосходная тема. Но мы не будем туда уходить, мы, наверное, на другой эфир это отложим. Ну, получается, Fortress, так вот, получается, материя не может появиться как бы без материи другой, да? Грубо говоря, так это? Ну, в широком смысле слова материя, да. Энергия, материя и так далее и тому подобное. Я подчеркнул, что я понимаю, что есть физики экспериментальным путем, но ученые, по крайней мере, предполагают, я не физик, чтобы это подтверждать или опровергать, но они говорят, что да, там частицы могут переходить Давай даже в не к энергию, физике энергия, частицы. привязываться. Ну, по Fortress, я крайней мере, предлагаю эта не к физике концепция привязываться. Смотри, сходится с потому что... концепцией ислама, как минимум, потому что в исламе наличествуют ангелы и джинны. И эта физика и объясняет, как эти джинны и ангелы могут материализоваться, а потом дематериализоваться, да, как бы. Fortress, давай физику не будем, подожди, сейчас, ЧВК, да, закончим. Не в физику будем уходить, а вот на более абстрактный уровень. Давай называть это инстанциями, да, вот. Неважно, материя, энергия там или что это. Смотри, это первая моя логика, на чем основывается, почему я допускаю, почему я верю в Создателя. Второй, я анализирую, я просто не хочу сейчас сотни тысяч явлений, понятий в этом мире перечислять, там нейроны, экосистему, звездную систему, там атомы, электронные молекулы и так далее и тому подобное. Но для меня абсолютно недопустимо такая изящная система, и не просто система, в которой есть четкие закономерности, четкие программы, и эти программы, они уходят от физики, биологии, географии до каких-то философских, психологических законов. То есть куда бы ты свой взор, в какую бы научную дисциплину ты не обратил, там есть закономерность, законы, и они буквально открываются, эти законы, называются именами ученых, людей, которые открывают эти законы. И вот у нас, получается, есть закономерности, законы без законодателя. Для меня это какая-то антилогика. Если есть закономерность, закон, а законодателя нету, это антилогика для меня. Валео, Fortress, можно тебе ответить? Хаттерн, да, коротко. Смотри, Дальше не уходя, вот я тебе как ЧВК, два да, момента я тебе подчеркнул из тех вещей, которые постоянно у меня хорошо ты объяснил, в процессе находились. Но смотри, вот по поводу первого аргумента сначала, на нем сфокусируемся. Получается, если его так немножко упростить, то у каждой инстанции есть какая-то прединстанция, там более начальная какая-то фаза, да, или предыдущее какое-то состояние какой-то инстанции, или какой-то инициатор, да, создания, грубо говоря.
Я эту логику понимаю, да, она очень логичная, когда вот мы на нее со своей перспективы смотрим. Но почему она останавливается на Боге? Почему тогда сам Бог, он конечная инстанция, вот у него нету там, за ним никого нет. Почему эту логику мы не применяем на нем? Вот ты говоришь, как бы в любой инстанции, тем более вот такой, грубо говоря, как часто мусульмане говорят, Вселенная настолько идеальная, не может быть она бессознательна. Но как бы Бог еще более идеальный. Почему он бессознательный? Я понял твой вопрос, ты можешь не повторять. Дим. Первый, смотри, почему останавливается? Потому что Всевышний Господь является... جوك تخاطر دون علينا. Да, смотри, грубо говоря, ты причинно-следственный мир как бы называешь то, что ты говоришь. Почему она на Господе останавливается? Потому что Господь и является источником этого. То есть материю, пространство зародил Всевышний. У тебя, если нету материи, то есть у тебя, если нету пространства, у тебя и нету времени. Что такое время? Ну, время, оно не существует абстрактно без пространства, без тех процессов, которые происходят в Вселенной. В частном случае на Земле у нас, да, как бы. Поэтому Всевышний Господь является Творцом всей сущей, и логично на нем она останавливается, потому что он заложил, он придал это начало, да, то есть смотри, Fortress, у тебя есть, подожди, ты это очень хороший вопрос. Смотри, ты как бы, ты немножко уходишь, смотри, Fortress. Я не ухожу, я наоборот ты доказываешь я в точку Господа захожу тем, как раз что таки, ты, подожди. Сейчас, смотри, Fortress, ты говоришь, я доказываю Господа тем, что логично, что Господь в конце это начальное. То есть ты Господа Господом доказываешь, понимаешь? Нет, я так тебе не ответил, ты так хотел вывод сделать. Я сейчас отвечаю на твой другой твой вопрос, который появился у тебя в ходе твоего же вопроса. Да, иштуэшн, жвапталы. Уточнять я все, толдел хатарду, толдел хатаран жваплу шосоинс. Третье, так, да, я добью этот ответ. Смотри, я тебе дал уже комментарий, что время, оно не существует без пространства. Да? Как только ты, я не знаю, ты по психотипу кто, визуал или кто, но ты можешь сейчас представить визуально как некую такую картину, нарисуй себе картину, там какое-то любое пространство у тебя. И ты вот словно как карту сворачиваешь это пространство, у тебя время исчезает. Понятие времени у тебя исчезает. Почему Всевышний Аллах в исламе трансцендентный? То есть он напротив тому, что говорит Тесла, он напротив как раз-таки, в отличие от иудаизма и других языческих верований, христианства и так далее, он трансцендентный, то есть он отлучен от всего вот этого, от Вселенного, он от этого всего отлучен. И когда ты убираешь это пространство, у тебя автоматом убирается время. И как только у тебя убирается время, все, для тебя не существует понятия времени, для тебя существует бесконечность. Поэтому там и есть начало Всевышнего, потому что он создал, и у тебя появилось время. И если бы он не создал бы, у тебя времени не было бы. У тебя отчет идет только в рамках его создания. Вот этой вселенной, вот этой матрицы созданной. Там у тебя начинается точка отчета и до нашего. Посмотри, какой ты трюк сделал сейчас. Интересно. Я не трюк сделал, я тебе ответил. Нет, я не в плохом смысле. Женскую логику применять. Давай мы не будем женскую логику применять, которая вот методом Подожди, Fortress. Я не понял, где здесь женская логика. Я тебе сейчас объясню, в чем твой трюк. Мы говорили с тобой... Женская логика, и точнее сказать, методология. Дайте ему, что он хочет сказать. Да. Мы говорили вообще в отрыве от какого-либо там времени и пространства. Мы говорили про конкретную последовательность, про цепочку.
появлении каких-то инстанций, понимаешь? Вот материя, до материи, то и так далее. Но потом, когда я тебе сказал, а почему какая-то материя должна оказаться первой, там, или, грубо говоря, последней, ты перешел в чисто физическую плоскость и начал говорить про время, хотя мы вообще о времени же не говорили, Фортресс. Мы говорили о том, что у каждой инстанции, там какой-то, да, инстанс, у него какой-то есть предыдущий инстанс, да, грубо говоря. Мы вообще время не упоминали. Время, даже, допустим, если время это какое-то физическое какое-то поле, да, это тоже какая-то инстанция. Понятное дело, что ее тогда тоже из чего-то она преобразовалась туда, да, или, можно сказать, кто-то ее создал. Это тоже физика, то есть это всего лишь одна из инстансов. Но мы спрашиваем, как мы здесь в ничего не чем должны кто. упоминать. Подожди. То есть у Тут времени тоже у есть тебя два какой-то варианта. начальный инстанс Fortress. Хажа, он не ставил Получается, это чуваком. Окей, да, целуешь бонус. давай там Fortress 30 секунд. 30 Ну, ты секунд. подтасовку сделаешь. Fortress, да, если подтасовка, скажешь потом, смотри. В итоге ты просто ведешь к тому, что Бог это начальный инстанс. Но почему он начальный? Когда я спросил, почему, ты сказал, вот если упростить то, что ты сказал, потому что он Бог. Вот потому что он начальный. Ну, то есть ты, как бы, знаешь, это как в этом, смотрели вот фильм «Идиократия», там, когда попал в будущее, там, какое-то идиотское время, и он объяснял людям, как выращивать растения. И те говорят ему, мы поливаем, говорит, растения каким-то там электролитом. Он спрашивает их, а почему вы их поливаете? Те говорят, а потому что они нужны растениям. А почему они, говорят, нужны растениям? А потому что они вот у нас есть, короче. И вот примерно вот так они объясняли эту логику. Ты сейчас примерно такой же трюк сделал, Fortress. Ты сказал, что Бог начальная инстанция, потому что он Бог, понимаешь? А мы обсуждаем, есть ли он вообще, Fortress. Смотри, ты делал комментарий, что мы время не упоминали, а мы не должны были упоминать, потому что отвечающим был я, а задающим вопрос был ты. Ты у меня спросил, почему я считаю, и я тебе как бы изначально ответил, что вот моя логика, она может быть неприменима для тебя. В силу того, что ты можешь ее не захотеть понять, в силу того, что твоих интеллектуальных способностей или системы твоих вероубеждений или еще чего-то, да, как с юмором, да, тоже у тебя свой там background, может быть, ты просто не понимаешь мой юмор. Иш делирасон жва. Да, я тебе сказал, что у меня сделанных выводов логических много разных, но я тебе приведу два примера, два момента. И один я тебе привел, на чем основывается моя логика. Это я тебе привел вот из физики пример, да, как бы мы ушли там в начальную точку, и оттуда я тебе объяснил, то есть я раскрывал, чтобы каждый слушатель понимал, о чем идет речь, почему время не может существовать без материи. Да, как бы Иштирцега обоснован, Ишт Элдерас, то, что Бог существует, потому что Бог там туда-сюда, ну, это твой вообще непонятный сделанный вывод для меня, мне просто непонятен. На основании чего ты сделал? Он тебе правильно поставил вопрос. Ты, вот смотри, я тоже люблю обычно на второй уровень перекидывать свои незнания, вот как и ты это делаешь. Но, тем не менее, это как бы не ответ, да? Это не является ответом вот, или объяснением твоего верования и так далее. Потому что Ну, давайте опровергните тогда. Ты чисто, без смотри, выводов, без выводов опровергните. Ты дослушаешь, просто ты ту же самую логику, которую на первом уровне, вот Освитин как раз, Вирч, да, то, что вот здесь работала логика, на втором уровне она перестает почему-то работать, понимаешь? Вот идут у тебя хвостами. И ты как будто бы, то ли ты не понял, то ли ты не понял, то ли ты что, пытаешься сейчас думать, или первый раз с этим столкнулся. Ибрахим, дай я проще объясню ему, попробую. Нашу душу, да.
Фортес, Маршалом. да. Мы тогда с тобой переписывались. Сейчас ты поговоришь, Мазаки. Дай мне 30 секунд свободу. Фортрес. А вот в этих рассуждениях твоих, где дыра, я хочу тебе показать, если ты это увидишь. Первая причина, Бог. То есть это типично как бы твое изобретение. То есть я говорю, что был Бог. А потом уже дальше время он запустил, там пространство создал. Следующий хатар, садушал. Хорошо. Дукка, короче, вот сука, дукка, Нет, он уже ирвацохан, чтобы качели не качать. Фортрес, соборды, я как дурак, он 3 часа жду, пока вы весь этот философский, абстрактно, непонятный диалог вели. Я согласен, я согласен, что непонятно. Фортрес, почему у тебя там один бог, и почему у тебя изначальный бог этот вот такой сразу, а может у тебя там был первый бог, а потом пятый бог создал нас, а не знаю, 10-й бог до него, вот он был изначальным, который запустил время. Или их было несколько, и они запустили время. Или там были не боги, а какие-то существа под названием, то есть эквивалент бога, не знаю, там гризли-цикли. Вот гризли-цикли запустили Вселенную. Какую разницу между вот такими рассуждением и твоим рассуждением? Смотри, если бы гипотетически был, как ты говоришь, было бы несколько богов, то Вселенная, она не была бы, вот как бы тебе правильно это донести, мысль. Было бы тоже несколько, да? Ну, вот источник проекции, там было бы не одна проекция, она там было бы вот несколько проекций. Вот ты понимаешь, о чем я? Это как минимум. Понимаю. Они не могут... То есть не идеальная, да, была бы Вселенная? Да. Они не могут ужиться, что ли? Волша, летер будешь, как люди. Нет, Тесла, знаешь, момент. Тесла. Ну, Волшу чуть-чуть, это человеческий, так сказать, инстинкты. Смотри, Фортрес, ты еще вторым аргументом вот интересную вещь сказал, что ты видишь идеальность, грубо говоря, Вселенной, сбалансированность там и так далее. И это для тебя говорит о том, что это тут приложена рука. Смотри, Адаму, подожди, ты свои вопросы лучше запиши и на воскресеньях отложи. Нет, это дополнение. Не, я не буду тебе отвечать, я буду отвечать чувака. Это не вопрос, я не вопрос говорю. Я комментарий даю. Комментарий тоже не надо, потому что ты свои комментарии Подожди, Фортрес, ты сейчас эту вещь сказал, ты еще повторяешь ее, понимаешь? Ты опять сейчас пытался Нет, сказать, я не повторяю, если бы было много богов... Вопрос, точнее, комментарию, Фортрес, который ты сейчас говоришь, если было много богов, то что там неправильная какая-то проекция была. А с чего ты взял, что Вселенная идеальная? Ты что, много вселенных видел и сравнивал их? Ты же только эту и видел, как и я. Нам не с чем сравнивать. С чего ты взял, что она идеальная? Подожди. Собурдила, Адам. Давай ты правильно прокомментируешь, если тебе это удастся, не женской логикой, а присущей мужчинам логике, а мужская логика, она не основывается на цепных выводах. Второй раз приписывает то, чего я не говорил. Что такое женская логика? Нет, он мне приписывает то, чего я не говорю. Он выводами мыслит. Он мыслит выводами, понимаешь? Он мыслит выводами. Он сегодня не позвонил, значит, не любит, значит, сволочь, цепной реакции. Вот этой цепной реакции не надо. Ты должен опираться на то, что я говорил. То, чего я не говорил, не нужно опираться. Да, я вам много дал абстрактно помыслить. Подписчик, хаттер дела, маршал дома, всех приветствую, бла-бла-бла, ну и все такое. Бог, ты говоришь, что ты веришь в Бога, и то, что вы якобы можете это доказать. Так докажи, что есть Бог, но не в общем Бог, потому что я сам верю в единого Бога. Докажи, что именно Аллах существует.
Это мой вопрос, но и там дальше еще что-то, но это не важно. Чувака, самое главное, что низам ларуаш ватсон, если что, я полчаса жду очередь. Да, его. Очередь длинная, видел, нет? я сам 3 часа ждал, да. Вот давай следующий ты. Ярый, Фортреса разрывают. Да, я сам, будучи админом, он дает мне слово тут не давали. Так что, его, он дает, бля. Вот Фортресс ответит, и сразу ты его, так что... Я на этот вопрос отвечу очень коротко, потому что на него можно отвечать только очень долго в форме лекции, либо можно только коротко. Коротко я просто ему задам обратный вопрос, а что для него является доказательством, собственно. Ну, Фортресс, жюкти ему, вообще. Жюкти характер, думаю, я всегда подтверждаю. Не, просто жюкти, что евреи так делают, вопросом на вопрос. Так я же такой вступительный сказал, что на этот вопрос можно отвечать либо очень долго, вот лекцию устроить, или диспут. Не, ну доказательство в общепринятом человеческом понимании. Что значит доказательство в общепринятом человеческом понимании? Такого нету общепринятых доказательств. Ну как нет? Доказательства, например... Нету их так общепринятых, потому что каждый будет понимать, что такое общепринятый. Как это? Например... Но ты участвовал в диспутах с другими людьми, ты участвовал в диспутах с разными людьми, ты скажи мне. Можно добавлю? Научный метод. Послушай, доказать, как это нету, например, когда я например, убил человека и доказывают, что я его убил, они же доказывают, что я это сделал, то есть железобетонное доказательство. То есть то, что они собирают, все это и есть доказательство того, что я убийца. Хорошо, вот один кто-то говорит научный способ. Что-то я жесткий пример сделал. Чувака, представь, ты убил человека, следствие пришло к тебе, говорят, ты убил этого человека, вот у нас доказательства. Нет, вот логика. У каждого свои доказательства. У вас ваши, у меня мои. Чувака, собордимся. Хайду элдул хаттер идарьян. Зачитать дул хаттер идарьян. Нет, подписчики хаттер дарис. Жопла, дикам хирдар. Так, إذا تعخت سؤال والأسباح مدل سمعت إجلام استعدوا شدو. Ну, да, и да, хаттер, как раз таки, он ночью просил, чтобы... Ну, ладно. Ну, я еще раз говорю, я развиваться, я. Можно небольшой комментарий? Свердик Йола, Фортресс, мы с тобой общались. Поздороваться, без вопросов. Бывший Куйла Фортресс, ты такой неплохой, начитанный парень, как бы, у тебя словесный вот этот запас неплохой. Просто дыхарду, когда общаешься, соотхалить твои унижать твои просто слишком томить твоя, да, коротко, когда слишком растягиваться, да, лишнюю целую, что думаешь, как бы духнуть. И поэтому вот здесь все сидят и часами слушают это дело. Ну, конечно, в целях самообразования там, и мозган массу памяти там диктует слова, что говорят. Да, ну, как-то вот в таких дискуссиях слишком томить только бяхнули. Я твой претензии, или как это правильно сказать, хахихан, у меня не получается, подмастерье Олари, у него всегда получается в общем очень долго. Я еще как бы не профессор, поэтому у меня коротко, лаконично не получается. Приветствую всех. Подожди, надо приветствовать никого. Добрый вечер или добрый день? Шо, приходи свободным, Дмитрий. Подожди, сейчас моя очередь, шедуля. Тесла. Я вначале пытался про время, про предопределение тебе сказать, Алкабашу.
вечером с Богом. Я почему сказал, что это дискуссия 19 века, потому что сейчас, в 21 веке, время нелинейное уже хуже физики. Есть Нобелевский лауреат, главный мировой физик, можно сказать, Торн Бох. Вот он принял участие в фильме «Интерстеллар». Кто не смотрел, советую. Там прекрасно показывается, как работает время в нашем мире. Это не то, что вы думаете. Это нелинейное. Предопределение, оно не противоречит нашему миру и не противоречит той физике и всему остальному. И второй момент я хотел сказать, то, что вот один спросил, как ты докажешь то, что есть Аллаха? Отвечай, потом я доскажу. Да, дай мне ответить. Я нелинейный Бог. Только что вот Фортрес говорил, ты сейчас, скажем так, по полной программе, он утверждал, что время это абстракция. А ты держишься официальной физической модели, релятивистской модели, это что время там, это удлиняется, там, понятно все. Но тут есть, что полностью получается. Тесла. Во-первых, я не работаю синхронно с... во-первых, не работаю синхронно с Юнайтедом, у него настоящий Юнайтед, насколько я помню. И во-вторых, я не вижу там противоречий, потому что если убрать пространство, то и убирается время. В чем вопрос, я не понимаю. Почему ты видишь там противоречие? Где это? Абстракцию, стандартной модели. Я говорю то, что это абстракция, которую нам Господь дал. Понимаешь? Это послушай, Тесла, это условно. Давай, окей. Он базировал свое доказательство, как в кавычках, Бога именно на абстракции времени. То есть он делал короче, ты его бортанул. Это я говорю, а не то, что ты с ним в унисон. Сбросил чувака в кювет просто я. Тесла, ты это хотел сказать? Единственный комментарий. Да, и все. Дальше Окей. Короче, Фортес, вообще не и цели в хайре. Я не согласен то, что я хоть в чем-то противоречу Цуэлчу, потому что я тоже считаю то, что это все, то, что наше измерение, наш мир, это, если можно так сказать, матрица. Это игра, в которую нас запустили, и все. А то, что вот один сказал, вот тут, как ты докажешь то, что Аллах настоящий Бог, во-первых, Аллах, это получается одновременно Бог и христиан, и иудей, получается. Понимаете, да? Это уже религия большинства человечества. Не может быть такого, что Господь передал знания какой-то маленькой секте где-то в Папуа-Сандуи. То есть, очевидно, если Господь хотел передать... Потому что тогда это не имеет смысла вообще. В чем смысл тогда? Зачем мы вообще существуем? Если он трем человеком Папуасам. Кто тебе обещал смысл и вообще кормить в дороге? Нет. Если мы в эту игру играем, значит уже есть смысл. Если мы уже в этой игре. Тесла, можно я тут? Я не хочу спорить, просто вопрос. Я дальше скажу, где, вот там еще вопрос был из разряда там школьных, типа, всесильный ли Господь, типа, если он может создать камень, который не может поднять, и там, где сам Господь, и если мир он сам создал. Это тоже можно объяснить, потому что мы в данный момент живем в трехмерном пространстве, но уже известно то, что есть и четырехмерное пространство. И в том уровне наших познаний физики достаточно обосновывается то, что Бог есть, а почему этот Бог Аллах, тоже это для верующих субъективных индуизм, но я считаю то, что самая крупная религия, самая активная религия, она и должна быть той истиной. Ислам это одновременно иудаизм, христианство, оттуда это пошло, поэтому если в совокупности получается где-то 3-4 миллиарда людей. То есть я так считаю. Цара Нисик Милохлюфилдиш, да? Если христианство самое большое, 2 миллиарда 300 миллионов, то и должно быть оно правильно.
по твоей логике. Тесла, ну я же сказал, вот, был иудаизм, получается, вначале, потом это перетекло в христианство, потом перетекло в ислам. Это естественный процесс, когда, если ты знаешь, вот в программе бывает обновление. Вот христианство – это старое обновление, которое не удалилось. Это особо. Но не обновленные же больше их получается. Тесла, можно задать Я вопрос? считаю, только вот эти İslam три истинные ответы. обновить. Только три. Больше монотеистической религии особо нету. Молодец, Там у вас дискуссия будет. Да. Дюхал, можешь три исповедовать, молодец, ты лукавишь сейчас, примазываешься и к ним. В чем я лукавлю, Сабри, в чем я лукавлю? Ты выдерживаешься ислама. В твоей теории даже не нужно доказывать Бог воевать, это философский вопрос. Для себя мне не надо, для себя не надо, я тебе объясняю. Да. Единственное, что ты должен был предоставить какие-то свидетельства или хотя бы свои ощущения, или даже какие-то эмпирические свои умозаключения. Бог связался с Мухаммедом. Вот и контакт, и доказать. Бог воевать. Смотри. Тесла, мое доказательство, результат. Вот как доказать, что была брачная ночь? Ну, ребенок родился. Вот ребенок родился, вот мое доказательство. Тесла. Ребенок уже родился, все. У христиан результат больше. Послушай, вот я тебе пример с компьютером принесу. Windows 10, и в данный момент ее больше, чем Windows 11, хотя Windows 11, она более новая. Понимаешь, о чем я? Не понимаю, потому что юзеры Windows 10 утверждают, что Windows 11... Пользователь Windows 10 больше, чем Windows 11, хотя Windows 11, она новее. Это особо Тесла. И плюс время уже не сегодня становится, понимаешь, нам еще Тесла, послушай, может, мы еще 1000 лет будем жить, и может христианство исчезнет. Если ты сегодня... Да, может ислам исчезнет. Подожди. Дело в том, что сейчас апдейты Бог, мусульман, то есть Windows 11 утверждает, что он апгрейд Windows 10. Но Windows 10 Береша утверждает, что это никакой не апгрейд, а сатанинская религия из пустыни, которая... Тесла, ты не прав, подожди, Тесла. Подожди. То есть у них нет, это не апгрейд Бог, это в твоих глазах. То есть их больше... Я тебе добавлю. Если аргумент больше... Если аргументов больше... Если секта больше, и это для тебя аргумент, то они правы. Они утверждают, что чац. Нету. Аргументум ad populum. Громко как. Есть же еще... Дмитрий Столетевич, один, дай спросить. Его выключили, нормальный парень. Подождите, Адам, вы выключили. Нормально. Дмитрий, мы тебя включим, подожди секунду. Есть же еще абунеизм же есть. Абунео это Windows 12 получается. Да, это тоже обновление. Вот этот LO пока не вышел, как Fortnite, как и другие. Я с вами до конца, я до конца. Да, я просто коротко прокомментирую. Вот это твои какие-то видения, твои предположения, теории и Fortnite, и всех остальных, они были бы, вообще было бы отлично, да, если бы каждый свои теории, какие-то вот эти догмы, какие-то, я не знаю, фантазии и так далее. Если бы каждый вот этот человек научился, то есть вот это дело из своей головы не высовывать это, как бы не приводить в жизнь и не начинать там голову отрубать людям, руки, и превозносить это куда-то в государственное устройство и обязывать всех людей заниматься тем, о чем мы сами здесь не знаем. То есть мы только можем догадываться, рассуждать какие-то вещи, понимаете? Из души. Вот самое важное, это вот это. Главное, чтобы это общество научилось вот эти свои какие-то чувства и так далее, да, и их как бы не навязывать обществу. Мы никому бошки не режем, никому ничего не рубим, как видишь. У нас просто разговор. А насчет религии, вот ты сказал, не надо это нести в жизнь, да? Вот религию ее можно разделить на две части. Философская, так сказать, и практичная.
И философскую религию, да, если еще можно где-то отложить, то практически религии, там есть некоторые моменты. Потому что вот мы с ЧВК тоже это обсуждали, он в прошлом эфире, может, помнит. Мы конкретно Нохчудович думает, ты сам, Ибрям, у тебя какая позиция? Ты просто интернационалист, ну, атеистом целос, вроде Бусабубаху, просто интернационально да, получается просто за развитие общества, да, цивилизации. Ты вот сам интересно, что у вас ховается, я правильно понимаю? Ты сейчас мне вопрос задаешь, да? Да, я просто твою позицию хочу понять, что дальше сказать. Я не интернационалист. Ты что вообще хочешь? Я не против там людей других национальностей, других взглядов, культур, ну, убеждений. Короче, за чеченский народ переживаешь, да? Да, я вот на данном отрезке времени я вынужденный националист. Потому что если я не буду националистом, да, разбросанный по всему миру, по Европе, с вот этими будулаками, со всеми, то вот этот вот народ, его культура, его ценности, дети, которых я здесь рожаю, вообще смысл моей жизни, он полностью, это пустушка. То есть нету никакого смысла в этой жизни. Да, вот, Поэтому смотри, я вынужденный националист, и это свою жизнь всех своих близких, друзей, которые там полегли, да, там, на вот это, на чисто общенациональной идее, вот, я как-то за то, чтобы это все было не зря, не даром, и чтобы какое-то будущее у нас народа было. Вот за это я. Да, ну, конечная цель у тебя не национализм, а просвещение, да? Ты хочешь, чтобы чеченский народ был просвещенным в любом случае. Дмитрий, 1 минуту, подожди. Не скейтись, то есть это временный... Просветительская работа, это, да, самое важное. Да, вот смотри, теперь, Ибрам, я в самом начале тебе сказал, помнишь ли ты, что во время гражданской войны в России творили там с православием, помнишь, да? Когда все церкви разрушили, Шайолихум разрушили, да? И с тех пор, можно сказать, русская нация, она умирает, ее больше нету. Если до этого она по 10 миллионов в год прибавляла, то с тех пор у нее спад. После того, как они свое православие потеряли. Я православие вообще не уважаю, если что. Просто Бог, у народа был какой-то стержень, и этот стержень этот народ потерял. И вот у нас чеченский народ. Нас не 150 миллионов, как русских, нас 1,5 миллиона. Что мы будем делать, когда потеряем стержень, когда сейчас практичная часть религии? Молодец. Дальше вот что у нас тогда получится? 90-х годов мы из-за этих идеологий, которую нам через русскую литературу, через русских офицеров внедрили, мы с 90-х годов полностью потеряли национальное самосознание, национальный стержень и пришли к вот такой дебилизму, когда даже молодежь не понимает, там, что у меня за ценности, что у меня за народ, и борется, топит за какие-то вот эти глобальные всемирные там империи, да, которые им вообще чужды по их менталитету. Вот как раз ты правильно к этому пришел. Так, теперь можно? Я просто закончу свою мысль, потом сколько хотите, можете поговорить. Ибрям, Хаджан, смотри, получается, вот наш народ 1,5 миллиона, нам надо этот народ реформировать, получается, поменять его взгляды и каким-то образом сохранить нашу нацию. В данный момент нас 1,5 миллиона. Как можно решить этот вопрос, то, что мы на грани вымирания, 1,5 миллиона, вот ислам как-то дает решение этой задачи, так как народ более консервативный, огромная рождаемость. Сохранять язык, культуру, традицию, послушай, мы про это говорили, у нас есть пример осетины, армяне, грузины, у нас есть пример, эти народы умирают, чувака. У нас есть примеры. Дайте гостю слово. Смотри, например, дайте уже гостю слово, давайте уважение. И там Элмадуй, что шариат превалирует над национальными традициями. Чувака, но это ничего не значит. Это ничего значит. Как это влияет? Как это влияет? Как это влияет в жизни? В жизни как это влияет?
жизни как это влияет? Мы 4 столетия мусульмане, такой минимум. Как это повлияло? Я тебе очень быстро объясню. Ажо, еще раз. Шариат превалирует над национальными традициями. 4 столетия так было у нас. Как это повлияло на жизнь? Например, шариат. Сохет, это уже произошло, что поменялось. Человек, у нас уже все реформировалось. Сейчас адат уже подстроен под шариат. У нас нету других адатов, человека. Ну нет у нас других адатов. То есть наш язык тоже. Сабардеза, человека, ажа, ладуна, человека, смотри. Вот минусы мы поняли. Есть риск. Да, я скажу. Я даже мысль не закончил. Подожди минутку. Ты уже сколько говоришь? Я нисколько не говорю, мысль хотя бы можно закончить. Тогда о чем мы болтаем, если я даже не закончу мысль? Подожди, я хотел всем сказать. Сейчас закончим. Ну все, как он закончит, все, вы за стол. Да, без проблем. Человека. Адат и все это уже пройденный этап, мы уже реформировались. Тут вопрос нету. Единственный твой страх, это то, что мы арабизируемся. Это хорошо. Просто надо решить эту одну задачу, не арабизироваться. Остальное нас все устраивает. Чтобы наш народ выжил, нам это будет единственный способ выжить для нас, это будет только отказаться от арабизации, но при этом строить ислам. Потому что иначе мы обречены всегда быть 1,5-2 миллиона. Мы никогда не пробьем эту границу 2 миллиона. Мы все уже, мы мертвый народ, как осетины, Петрихо. У них спят, грузины спят, армяне спят. У нас есть примеры с соседями. Либо мы будем консервативным обществом, либо мы умрем. У нас нету ресурсов сейчас быть светскими. Третьего человека. У нас нету ресурсов быть цивилизованными. Чтобы выжить, нам надо будет быть все равно более примитивным народом, чем окружающие. Слушай, я готов быть примитивным, понимаешь? Я готов быть примитивным, но из меня Магомеда без рода. Ну, Магомеда, просто с арабизацией надо покончить, и все. Остальное зачем отказываться, если это практически пользуется? Кто мы, Сабарди, человек, кто вы? Алита, Хажан, если ты не знаешь, Россия обычно Иванами делает, то есть русифицирует народы, которые она захватывает. Но с нами она решила сделать по-другому. Она решила сделать из нас не Иванами точнее, а Магомедами. Чего? Она мечтает. И вы, то есть они делают то же самое из нас, Магомедами делают, и вы в том числе говорите то же самое. Чувака, послушай. Русские мечтают из нас Иваном сделать. Если ты был в чате вчера, я там тебе один пример привел. Вот алжирец, наибольшая арабизация Алжира, наибольшая арабизация Алжира, там в основном берберы жили раньше, именно при французском колониализме ершем. Когда французы пришли, берберы стали превращаться в арабов, чтобы не ассимилироваться к французам. У нас происходит тот же процесс. Чтобы не становиться русскими, у нас люди предпочитают быть арабами. Это обратный процесс. Это реакция нашего народа. Хочешь, я тебе честно скажу? Вот между русским и арабом еще надо подумать. Надо думать. Буданов милого русского или арабов. Послушай, среди арабов таких Будановым. Это проблемы тех народов. Наша проблема тут вот это. Не надо за других говорить. Чем Магомед Послушай, по идее, сура 4, аят 24, Буданов сдинат, по идее, Динчуа, Магин. Динчуа, Меган Дас, Нехчуан, Йохиза, Магин Дас, Человека, она была мирная, послушай, там не сказано про мирных граждан, которые у себя дома сидят. Ты про трофеи говоришь, про военные трофеи, ты про военные трофеи, человека, ты про военные трофеи.
Абу Дан просто достал чужим людям дом. Это говорят простые люди были. Ярый, Продолжите, да, Хаттер, да и ты ж, вы же до утра будете так спорить. Хаттер, я хочу сказать. С кем вы спорите? Посмотрите. Ну, кому вы доказываете? О чем там говорить? Человек выходит своей, допустим, своей логики куда-то вообще непонятно. Какая-то это не логика, это ерунда. Ну с кем вы спорите? Алло, ты говоришь мне, что ты веришь, скажи, ты же в Аллаха веришь. Почему? Скажи, почему тогда Аллах? Там по-другому надо разговаривать. Аллах, почему Бог? Скажи, у меня тебе вопрос. Аллах, почему? Послушай, дайте я скажу вопрос. Чтоб вы поняли со стороны. Я его как-никак пригласил на него там. Да это бесполезно, вы понимаете? Вы тратите время. Чуть-чуть пообщались. Ярый, чуть-чуть пообщался, понял. Ну что это, если ты человек не в себе, ты что с ним спорить будешь? У меня вот вопрос, чтобы со стороны Мусаки, ты вопрос задал? Ты вопрос задал, Мусаки? Задал вопрос? Хватит тогда. Теперь молчи. Можешь сам помолчать, говори. Мусаки, весь кора, он дальше. Махала Мусаки, Сабарди. Мусаки, весь кора. Вы сказал Мусаки, говорю, Сабарди, он вопрос задал. Вопрос мне задал, не отвечать или нет? Отвечай. Спокойно дискутировать, без проблем. У нас есть... Да, спокойно, канал, где... Мусаки, вот ты спросил, почему Аллах Бог Бая аль-Муба? Да. Почему Бог это Аллах? Почему? Почему Бог Аллах? Смотри, я мусульманин, это мое субъективное мнение. Я в это верю. Мусаки, если не знаешь, полчаса назад и Хаттер... Я это понял, я к чему говорю, я же к чему-то веду, Так? Это его субъективное мнение. На этом закончилось. Нет никаких логик. Понимаете, вы с ним спорите, это человек. Не, Мусаки, послушай, Мусаки, первый этап у нас разговоров был, есть ли вообще создатель? Первый этап разговора. Я вас слышу. Мы поставили в этом вопросе точку. У кого-то есть сомнение создатель? Никто в этом не сомневается, да? Нет, я спрашиваю, почему теперь смотри, Аллах это Бог? Теперь послушай, почему Аллах? Потому что ислам сейчас самая большая религия, не может быть такого, что Аллах, Господь Создатель, решил дать религию только 3 папуасам. Подожди, хорошо. Подожди, Мусаки. Почему ты решил, что она самая большая религия? Мусаки, подожди, он же 3 раз повторяет эту ложь. Ислам не самая большая религия, самая большая религия... Да я к чему-то приду, я же не просто так спрашиваю. Говорили, он его нарочно юх-юх повторяет. Скажи... Тесла, я не просто так спрашиваю. Ты умеешь честно признавать факты? Скажи, посвидетельствуешь, что ислам по количеству этих на 2-м месте. Тесла. Я, когда говорю ислам, если что, я подразумеваю не только то, что сейчас... Послушай, Тесла, ты же понимаешь, что ислам появился не по канону ислама, он появился не 1500 лет назад. Иудаизм, он тоже считается ислам. Ты это знаешь? И христианство тоже считает ислам, пока не заблудились. И все пророки тоже, они мусульмане. Ты знаешь, Тесла? Я знаю одного человека, который... Дай, пожалуйста, закончи. Со времен Адама это все ислам. Тесла, послушай. Со времен Адама это ислам. Со времен Адама это ислам. То, что христиан больше, чем мусульман, христиан больше, чем мусульман. Христиан больше, чем мусульман. 10 раз окос. Христиан больше, чем мусульман. Ио, ты, пожалуйста, когда ты иногда говоришь, ты перебиваешь, тебе уступают, да, из вежливости, но ты тоже иногда уступай. Нет, ты видишь, человек говорит, ты пару раз перебил, не можешь перебить, но дай ему сказать, тебе уступают, я заметил, иногда уступай, будь джентльменом, так сказать. Так,
Можно теперь, да? Он ответил на свой вопрос. Он вначале сказал, что ислам самая большая религия. Тесла, я знаю, к чему ты клонил. Ты его перебил, объяснил. Он говорит, нет, теперь ислам не самая большая религия, она на втором месте. Так я тебя понял, Ио? Только не перебивайте его, пожалуйста, я к чему-то веду. Мусаки, я тебе сказал, ислам это со времен Адама что понимаешь? Ну, к чему, кстати говоря. Мусаки. Ну, к чему? Бигдо, ну, к чему? Послушай, христиане, иудеи, там, все их пророки, это все часть ислама. То, что они заблудились, это печально, конечно. Но я считаю то, что это побочный продукт от ислама все равно. Это особо. Понимаешь? Как его? Я тебя понял теперь, да, тебе скажу. А почему? Почему это со времен? Заблудили. Вот представь стадо овец. Да, вот 3 овцы там убежали не куда-то. Надо, нет, не в этом дело. Почему? Объясни. Вот ты сказал что-то со времен того-то. Почему? Вот ты так считаешь? Никто в мире, кроме тебя, так не считает. Тесла, дай, пожалуйста, договори. Что не считает? Никто в мире, кроме тебя, не считает, что они все мусульмане. Не, я не считаю, что они все мусульмане. Я не считаю, что они мусульмане. Я считаю, что они чуть отошли от ислама. Это особо. Они отошли от ислама. В мире никто так не считает. В мире все так, это каноничная версия, они заблудились, поэтому ислам реформировался. Нет, это ты это так каноничная считаешь. версия. Это каноничная версия. Вначале иудеи заблудились, появились христиане. Потом христиане заблудились, появились... Это каноничная версия. Очередная версия. Очередная версия ислама. Какая очередная? Каноничная. Очередная. Какая еще есть? Нет, окей. Какая еще есть? Короче, я его вырубил, я задолбался. Тесла, я к чему говорю? Очередная версия Тесла, ислама. Ибраим, Тесла, вы с ним спорите? Тесла, Ислам. Я его микрофон выключил. Вот никак не скажешь по-другому. Чувака, послушай. Подождите, я тут начал разговаривать, потому что все вместе Дайте сказать, я еще раз выключу. Так, Чувака, канал, это твой канал? Это общий канал. Так, просто дело, что бежит, что вы творите? Что получит, действительно, что я уже по 3 часа днем пытаюсь никого не мьютить. Так, я еще раз, я к чему-то говорю, не могу закончить. Ярый, выслушай меня, Ярый. Я говорю, человек только что несколько раз свои позиции поменял. У него в голове это все. С кем вы спорите, я понять не могу. Нет, они такие, уйдем такие. Я не закончил. Я не закончил. Потому что я не закончил. Ты меня оклеветал. Я тебе говорю, я не закончил. Ты меня оклеветал, Бог. Я не закончил. Когда я закончу, тогда хочешь закончить. Когда я закончу, тогда будешь говорить. Кем ты закончишь клевету? 3 раза повторяешь клевету. Не заканчивай клеветой. Да, задолбал уже. Собордел его, я не закончил. Ио, если на тебя клевещет, ты можешь просто дождаться, пока он закончит свою клевету, и дальше ждаться просто разнести пух. 3 раза я ему сказал. Чувака, я 3 раза ему объяснял. Так, я не закончил, Ио, подожди своей очереди. Я когда закончу, тогда можешь говорить, что хочешь. Я тебе дам, чувака, он целый день может говорить. Я обещаю, целый день буду слушать. Сам альтишься, я обещаю, целый день буду слушать. Да не буду, что я не закончил еще. Не закончил я. Мусаки, я тебе целый день дам говорить. Я целый день дам тебе говорить. Я тебе целый день дам говорить. Я тебе тоже дам целый день. Ты не дашь, ты выключаешь, я знаю, что ты не дашь. Ты не дашь, он не свадьбы, ты не дашь мне говорить. Я не закончил. Ты мне не дашь говорить, Мусаки, я знаю, что ты выключишь меня. Я тебе еще раз говорю. Минуту дай мне. У меня нет кнопки, как у тебя. Помолчи. Я здесь гость, помолчи, босс. Я здесь гость, помолчи чуть-чуть. Чуть-чуть помолчи. Я не закончил. Чувака, Флюглайрон бин, да что, чего он Я не закончил. Если я начал, я начал говорить, я уже много раз начинал говорить и прекращал. Не один раз. Разов 5-6. Но
Я же не может же вечно продолжаться, верно? Мусаки, Я же должен когда-то начать и закончить. Мусаки, послушай, Дай, Мусаки, пожалуйста, послушай. мне сказать. Я ж человеку хочу Дай, кое-что сказать. Я пожалуйста, тебе, мне договорить. я целый день буду тебя Дай, слушать. пожалуйста, мне договорить. Если бы ты ему дал сказать, он бы уже давно закончил, и мы бы с тобой общались. Ой, перебиваешь, ты время сам тратишь. Хитё, вообще. Ты бы ему дал бы сказать, он уже 10 раз закончил бы. Человека, окей, давай Вот так, именно, давай так. дайте Пусть он сказать. скажет, что он хочет, потом я Да, тогда, окей. вот Давай, все давай. верно. Мы к этому и стремились. Так, мы только что общались. Только что он начал с того, что эта религия там, он посчитал всех иудеев, и тех, и других. Он нам начал говорить, что они все мусульмане. Отклонившиеся, но это типа та религия. Потом Тесла его поправил. Мы знаем, что это не та религия, это разные религии. Теперь он нам говорит, да Все не слышали, что я сказал. Зачем ты повторяешь и я не искажаешь? закончил. Пожалуйста, я когда закончу, тогда будешь влезать. Еще раз я вам говорю, когда я закончу, можешь говорить сколько хочешь, выразить свою точку Мусаки, зрения. заканчивай уже, Да, заканчивай. я закончу, выразишь свою точку Все, зрения. заканчивай, жду. Вот, закончу, дай мне закончить. Смысл в том, что мы только что слышали, и мне обидно, Тесла, другие, вы спорите с человеком, он уже несколько раз свои позиции менял, это не логика, это его вера, он в это верит, что все они, это все одна религия, они отклонились, это его вера, оставьте его с этой верой, с ним бесполезно спорить, это спорить, как сказать, грамотного человека с фантазером. Вот Тесла нормально, грамотный человек, и остальные спорите с фантазером. Он уже несколько раз свои мнения поменял и как-то выгораживает их по-другому. Не надо это делать. Чувак, я просто оскорбление буду слушать, да? Да не надо это моя делать. цель здесь просто оскорбление слушаться, фантазеру бог. Твоя цель дослушать, а потом Ну, говорить зайди в дальше. личку, скажи мне в личку, что удадите фантазер бог. Чувака, я это должен слушать. Это, оказывается, для него Чувака, я это оскорбление. должен у него слушать, а лучше фантазеру бог. Я ради этого жду. Мусаки, ты 10 раз уже сказал фантазеру Уэйлан. Не, я же не закончил. Ты снова Ну меня что ж, ты перебил. еще 10 раз можешь сказать, что фантазеру Уэйлан, а? Может, хватит уже? Ты сколько раз меня перебил? Это кошмар. В смысле, сколько Дальше. раз? Чувака, Теперь послушай, вы все дай теперь мне являетесь слово. Чувака, он свидетелями. по То, что кругу я не могу оскорбляет. закончить свой Чувака, разговор, он просто по кругу меня раза оскорбляет. 10 или 8 или 10 раз перебили. Я до сих пор не могу закончить свой разговор. Чувака, послушай, я по теме хочу сказать. Мы этот эфир начали с того, что как объединить чеченский народ. Цуналиатер эфир. Я же правильно помню? Что у тебя там написано? Как совместно ужиться чеченцам разных веры. Ну, объединение чеченского народа, да, или дайте. Ну да. Где тут противоречие? Вот смотри. Я здесь только это обсуждал. Потом пришел Тесла, и пришел вот этот Мусаки, еще кто-то, перешло на религиозные вопросы. Я это только практичный момент обсуждал. Если что. Ну, Мусаки теперь говорит, зачем вы обсуждаете с ним религию, он хуняданик Бог свой. Так это же не я здесь пришел с вами религию обсуждать. Мы человека здесь обсуждали, чеченский народ. Это вы пришли и начали копать в религиозный вопрос. Я что, просто слушать буду это? Мусаки, теперь смотри. То, что он сказал, что христиане это мусульмане, потом он 10 раз менял свое мнение. Я не говорю, что христиане мусульмане. Я говорю то, что Иса поехмару из-за бусалбухан. Моисей, ой, Муса поехмар из-за бусалбухан. Адам, ой, из-за бусалбухан. Все эти пророки и все люди, которые за ним следовали, были мусульманами. Может быть, их нету сейчас всех живых, может быть, кто-то заблудился, но те люди, которые были вокруг этих пророков, это были тоже мусульмане. Ислам не появился только с пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Он появился еще с Адама. Это особо Мусаки. Я не противоречу, я не говорю то, что христиане это теперь мусульмане. Это Я твоя говорю вера, то, что, Айо, я это то, твоя что говорю, вера. что... Это твоя вера. Конечно, это моя вера. Это моя религиозная догма. Я не говорю то, что христиан, в смысле современных христиане, которые там в Латинской Америке, там, в Северной Америке, в Европе, их меньше, чем мусульман. Нет, мусульман не так много, как
христиан. Я с этим не спорю. Может быть, даже, хотя я не знаю, Китай, какая там определенная религия, даосизм, конфуцианизм, может быть, даже их даже больше. Я не в этом плане говорил. Я имел в виду в плане том, что именно монотеистическая религия с единобожием, с цепочкой от Адама, вот если все это совокупность, самая большая религия – это ислам. Понимаете, о чем я? Как если христиан 2 и чем-то миллиарда, мусульман, Мусаки. Мусаки, я закон, ну, Мусаки, послушай, если ты будешь говорить то, что я фантазер, я просто уйду. Я закончу, я буду молчать. Но если начнешь комментировать меня, мне придется уйти. Так, теперь я начинаю. Так, мы все слышали сейчас. Христиане, иудеи, все они мусульмане просто отклонились. Вот я хотел вам показать, с кем вы общаетесь. Вот этот уровень. Все они, оказывается, мусульмане. Все, теперь вам все понятно. Тут даже спорить не надо. Вы все слышали. Все, оказывается, мусульмане. Я сейчас выйду христианам тоже заявлю, что он мусульманин, но он просто отклонился. А так все нормально. А вот это, если спросить у наших братьев во Христе, считают ли они всех буддистов, все наши мусульмане. Ну с кем вы спорите? С кем вы спорите? Мусаки, Ибрям, смотри, Ибрям, ты все секты уже успел опробовать, и суфизм, и ваххабизм. Неужели для тебя новость то, что Иса, Пайхмар, Адам, Муса, Шабеш, Бусал, Барял? Неужели ты не знаешь? Мусаки, я не знаю, кто такой. Ну, Ахадис, Рао, Мосу, Вирдахи, Лухо, Мосу, Течение, Шахи, Лухо. Полную новость. Всю новость, ты просто все эти религии, всех эти 2,5 миллиарда куда-то тянешь. Для меня вот это новость. Ибрям, ладно? Можешь отвечать. Окей, отвечай. Смотри, во-первых, я хотел точно поправить, сказать, что ты действительно, не ты начал религиозную тему, это, во-первых, да, просто Мусаки в тот момент не было. Во-вторых, вот отсюда, керцнах, кортабак, короче, бусулба цахал. Когда им надо головы резать, там, когда с них джизью просить. Адам, ну это клевета. Нету такого закона, где христиан надо резать голову. Хорошо, нету, хорошо. Христиане до сих пор живут среди мусульман. 10 миллионов христиан в Египте. 10 миллионов христиан в Египте, алло. 10 миллионов христиан. 10 миллионов христиан в Египте. Ну ты говоришь по исламу, христиан надо резать, мабоха. Я не говорю, хорошо. Я по факту говорю, что происходит в исламском мире. По факту 10 миллионов букв в Египте. Все, хорошо. 10 миллионов христиан в Египте. Сколько христиане? 10 миллионов. Кенти, мы же договорились, когда один говорит, остальные слушают. Чувака, можно один момент скажу. Я буду отвечать только за свои слова. За слова, которые мне приписывают, я не хочу отвечать. Понимаешь? Все ты потом ответишь. Не, Адам, смотри, не рассчитывай то, что я буду как-то уважительно отвечать. Если хочешь уважительно, тогда будь честным. Понимаешь, в чем я? Надо. Йо, может хотя бы неуважительно, но хотя бы Валет Сабр, тогда опровергнут. Это не ко мне даже, ты не... Айо, это ты ко всем неуважение показываешь, когда ты меня перебиваешь, понимаешь? Вот. Когда джизю с этих христиан просить, да, в этот момент они для вас кафиры. А как в статистику их включить для себя, вот когда сейчас тебе надо, они для тебя это все мусульмане, это все ислам. Вот это я не понимаю. Адам, а что ты не понимаешь? Люди Писания, Бог, вообще знаешь, что это такое? То, что исламский мир, он делится на неверующих, на мусульман, где Писание. Вы определитесь. Мы давно определились. У нас все уже по полочкам разложено. У нас все уже нормально. Он сам говорит, ты с собой определись, кто ты такой, что ты такой, чего ты хочешь от жизни. Какой... Адам, послушай. Нохчи патриот, я полагаю, даже.
Просто робот. Не, окей, робот, у меня вопроса нету. Просто я так думал, то, что мы сейчас пытаемся придумать, как спасти чеченский народ. Я допускаю то, что здесь есть интернационалисты, просто с религией воевать, я пацан балбоч. К ним у меня вопроса нету. Шей бог боляешь, шей бог боишь, вы мне не интересны. Я здесь, мы с чувака давно обсуждаем этот вопрос, чтобы поднять его тем, как весь народ как-то объединить. Уже не первый эфир у нас. Вот можно я тебе еще одну вещь добавлю? Тесла, можно я добавлю одну вещь? Я просто не закончил, на самом деле. Как раз эту тему мы сейчас... Смотри. Вообще, на самом деле, я тебе последнее, что хотел сказать. Это не важно, на самом деле, что я сейчас сказал. Это для меня не принципиально. Даже если мусульман больше всех и так далее. У меня цагаму, я Я что хотел сказать? Когда тебе эти вопросы задают, почему ты просто не говоришь? Это моя вера, все, я не буду ничего доказывать вам. Зачем ты что-то доказываешь? Тебя выводят на вот эти споры, ты сидишь и доказываешь недоказуемые вещи. Тебя сейчас посадят доказывать, что от Адама, там, мусульмане, ты даже этого Адама существования не докажешь. Это бесполезные, тупые споры. Ты просто скажи, это моя вера, все, это моя аксиома. Почему ты просто так не можешь сказать? Зачем вы уходите в тупые... Подожди, Почему мы уходим в тупые споры? Вот мы в 24-м году, у нас ни государство, ни общество, бич, балумот, гастымот был в основном. И мы обсуждаем Адама какого-то, Ибрагима, Иудея. Вы понимаете, какой-то бред. И ты сидишь это доказываешь. Давайте на следующий уровень перейдем, мне уже это раздражает, если честно. Все, Адам, смотри, мы как минимум год, я думаю, уже знакомы, потому что мы периодически с тобой в чате очень долго спорим. Я по почерку тебя знаю. Я же прав, Адам? Сохаль Хорватии, сам Вошоу. Наверное, это с кем-то... В смысле, Вошоу? Вы два человека с одного аккаунта сидите? В смысле, Вошоу? Этот аккаунт я только недавно создал. Мировой кризис, брат. Недавно создал? Опять персона лица, не Окей, big кризис хули-той. Чувака, смотри, вот ты свидетель, я здесь религиозный вопрос не поднимал. Точнее, религиозно-философские вопросы. Я религию только как практический вопрос поднимал, потому что если убрать чеченцев ислам, мы просто исчезнем, испаримся как прах, и все. Я только, мы с тобой это давно обсуждали, это только практически. Потом у нас есть примеры, послушай, чувака, у нас осетины есть, язычники, пример. У нас грузины христиане есть, у нас армяне тоже христиане есть. У нас есть египтяне, у нас есть... Вот египтян 100 миллионов, египтян 100 миллионов, вот, к примеру, египтян 100 миллионов. Которые раньше имели свои цивилизации, мотнаш, диннаш, послушайте, чувака. Второсортные, чебуреки, арабы. Чувака, послушай. Можно я тебе поддержку скажу, в поддержку тебе, но в то же время и вопрос тебе задам. Я согласен, что религия должна присутствовать, потому что даже если какие-то там проценты людей поймут всю суть религии там, и духовно себя в чем-то обретут, в таком случае массам все равно нужно какое-то религиозное догма. То есть без этого невозможно. Каждый не может в массе обрести себя духовно, в чем-то другом себя найти, там, уникальный путь и так далее. Но, согласен ли ты, что этот ислам, который будет в Чечне, он должен быть очень сильно, так скажем, в интересах чеченской, национального интереса он должен служить. То есть не в интересах арабизации, арабского там, вот это вот везде там сувать, машаллах, не машаллах, каждое арабское слово натягивают, все чеченские слова заменяют, все традиции заменяют на арабский. Вот этот мракобесие, ты согласен остановить? Это вот я в интересах сегодняшней дискуссии это задаю, в интересах сегодняшнего агенды, понимаешь? Адам, я с чувака это с самого начала обсуждаю, я сдаюсь. Согласен, Богу, если это то, что я здесь продвигаю. Но у меня один вопрос. У нас тут в чате с тобой переписки есть. Это тоже не ты, что ли? У вас два Адаму, что ли? В чате сегодня? Да,
Опять Исаак говорит, что не, вот здесь прям, мне это важно, потому что вот здесь скриншот, я могу скриншот прислать, как он пишет в чате. Вот, ну, какая разница, войду, что вопрос, и будь он даже рассорганный. Тесла, разницы никакой. Вы просто аккаунтом делитесь, я просто хочу догнать ситуацию. Я не делюсь. Здесь есть очень важная тема. Давай религиозно, философские. Хотя ты тоже там этому поддержку делал, но неважно. Я хочу другой. Аж действительно, важно, народ объединить, дезивый, толерантность, хелези, туда-сюда, боже. И давайте выведем дискуссию туда, если тебя этот уровень устраивает его. Тесла, смотри, меня этот уровень... Тесла, послушай. Тесла, я здесь не для того, чтобы быть грушей для битья, чтобы ты был в курсе. Если вы там 3 года на антитерроре собирали вопросы, чтобы кому-то их слить, то давайте не мне, потому что меня, Тесла, я интересуюсь очень узкими вещами, и эти вещи, они не пересекаются с теми вещами, которые вы обсуждаете на антитерроре. Петя Субо. Я просто... Даже если... Точно так же, как ты не давал этому Мусаки договорить. Дай мне договорить, короче. Я тоже хочу, чтобы чеченцы объединились. Я, кстати, не согласен с Адамом Вастром, что народу нужна какая-то идеология. Народу вера в Бога, может, и нужна, но никак не вера в какой-то культ обязательно. Вот из культа с ритуалами, это средство манипуляции народом. А ислам это культ. А вовсе это не зависит от развития народа же, правильно? Ну, развитие, короче, и культ стянуть мир. Мы будем есть и культ мою, это же не вера в какого-то... Ну, просто Тесла, если бы мы как шведы были бы там развиты, это одно. Да, но вы развиться дирмадати, если мы за культ будем цепляться. Исламу, проблем, я хочу объяснить ему, короче, когда он приводит примеры с этими копты, которых почти полностью, их Акумабар, их всего лишь 10% от Египта осталось. То есть когда-то их было 100%, и весь Египет был христианским, а сейчас их 10%, их перешли. Что у тебя за привычка Samsung? Тесла, ты меня опять тягиваешь эту тему. Ну, раз хочешь, давай один момент скажу. Не, послушай, копты. Это уже тебе дали сказать, что 10 ты не даешь мне опровергнуть это. Ну дай мне договорить, ё-моё. Совяч, Тесла не святся. На самом деле статистика говорит, то все опровергнут. У тебя будет шанс. Но дали тактику. Коптов когда-то было 100 миллионов, 100% в Египте. Сейчас их 10%. Все остальные арабы говорят на арабском, мусульмане, и периодически церковь устраивают стрельбы и убивают их священников, короче, их людей. Нетерпимость ислама в этом четко проявляется. К какому-то моменту они полностью оттуда исчезнут. И 10 миллионов бачи, сейчас их там несколько миллионов уже. 10 миллионов их, может, было в 70-е годы или 80-е. Сейчас их нету. Просто туман. Что если хочешь опровергнуть, вытащи какие-то данные, статистику из интернета, покажи мне, признать Дон. Мое позиция именно в том, что Сайн Бахды Бухбалич, если признать Дон, хоть я 20 лет во что-то верить буду, я не буду мa'ваттин и защищать его, Сайн Бухагайтач. Мне не стыдно признавать правду. Правду стыдно должно быть наоборот, не признавать лучше. То есть, что вы и ислам дуй, в нем проблема... Дойди в чат, чувака, я тебе скину. В нем проблема ислама в том, что он не разделяет идеология, добро и зло. Мы не можем подстроить общество справедливое, равноправное на этой идеологии, потому что оно не различает добро и зло. И проблемы тебя, да, пусть это кюч баляй, пусть вы или баляй, даже вы арабизировать, все добро и зло различаться, да? Да. Урод еще моральный. Представляешь?
Тесла, данные ЦРУ тебя устроит? ЦРУ данные что? Достаточно? Зайдите в чат, пожалуйста. Зайдите в чат, пожалуйста. ЦРУ данные что, если что. ЦРУ данные 13% Египет населения. Христианство bon, это раз. Это мы зафиксировали, да? Не 2 миллиона человек. 13%. Сколько? Вот данные ЦРУ, открой картинку, зайди в чат. Мас миллион бубая, коптыш по собственным данным сейчас 18 миллионов дубов, царь. Это по собственным данным. По данным ЦРУ христиан... Подожди, в Египте живет. В Египте живет 10 миллионов и 8 миллионов по миру. Царь, ишь определить надо. Хорошо, 10 миллионов живет в Египте, 100 миллионов. Да. Это по мнению самих коптов. По мнению самих коптов. Хорошо. По мнению ЦРУ, по мнению ЦРУ, христиане в Египте 13%. Не послушай, Тесла, я не говорю то, что коптов на руках носят. Я просто хочу сказать то, что, если ты забыл, с чего начал разговор. Почему мы режем христиан алирцу? Почему Мусакис, почему мы режем христиан алир? Как режем, если их 10 миллионов в Египте? И всех перерезали, что ли? Ну так коптов режут же в Египте. И он священнику... В Египте мусульмане режут. Да, и что? Нет, ну коптов-то режут. Мусульмане лучше. Мало мусульман, что ли, мусульмане? Или христиан, или в Латинской Америке христиан мало друг друга режут. Люди режут всю жизнь друг друга. Но при этом это же не значит, что это имеет... Собрали. Различай, Бахам. Если я мусульманин, ты мусульманин, и я тебя не люблю, или за какой-то, за денег, из-за чего-то зарезал, это к отношению религии не имеет. Но иногда сам попри религия, я из-за твоей религии, Бахам, дочка, конфликт, я на тебя напал, так уже и религия идеологически. Окей, Тесла, смотри. Окей, Сахитин, смотри. Вот есть в этом чате Адам Вувун. У него ник Адам Ву. Шауатсам Бог, но Цуязин умшлюкаш, это то, что он писал, когда мы общались. Цу Бог шабусал на бой арбар. عجاء تصديقش بند ученика Мацар. سابر دي ادم وما له واسر وحنيك ما يتسجع ما له واسر Input, output. Не поддавайся на эту провокацию, Адам, молчи. В смысле молчи? Ладно, покажи, где я это сказал. Цены бы вам не было, если бы вы по очереди говорили. Не имеет значения то, что сказал. Это не провокация, это не провокация. Тесла, он врет просто. Смотри, я что сказал? Подожди, Тесла, дай я валайта, Тесла. Просто, чтобы не думали, что какую дичь мог сказать. Айо, алейлы, айо, яхсахитон, айо, исандалум дис. Я сказал, что я бы убил имамов, которые захватили бы власть и диктовали бы шариатские законы. Ты зачем врешь, айо? Или ты ошибаешься, или ты путаешь? Айо, перепроверь, ты зачем такие вещи говоришь? Адам, послушай. Адам, послушай. Как ты меня начал разочаровывать. Адам, послушай. Конкретно, может, я детали пропустил. Имама ты хочешь убить или не имама? Это не важно. Я просто приводил пример. Я сказал тех, Ладуа, послушать, а имама можно убивать, что ли? Так получается по этой логике? Да, по каким законам живет? Милорд, кто посмеялся? Имаму можно убивать? Я посмеялся, я. Так, получается, а почему имаму тебя нельзя убивать, если ты позволяешь себе имаму убивать? Нет, ты выкрутился. Ну, в смысле выкрутился? Ты сказал, это не важно. Это как раз таки важно. Мусаки, Сабади, это было важно. Ты сказал, я не прочитал. Мусаки. Ты заявил Сабади, что-то. Мусаки. Ты обманул нас, а теперь Мусаки, говоришь, что это не важно. Тебя поймали на лжи. Тебя поймали на лжи. Мусаки, ну не обращай ты на это внимания. Это незначительно в этом. Смотри, чувака, бяхму я савда. Чувака, подожди минуту. То, что я не уточнил то, что ты хочешь убивать имама. Может, я сам пропустил. Но я это не приводил в пример, как будто бы убийца. Я просто хотел сказать то, что весь мир друг с другом воюет, все друг друга хотят убить. Из-за этого к чему вы ведете, что только мусульмане убивают, что ли, других людей?
Христиан мало убивают друг друга. Остальные за Богом не прячутся. Не прячутся. Хуй, крестов поход сколько было. И у Бога, да. Ой, вспомните, послушайте, когда русские свободные человека, с нами Бог, садай на распиш, ой. Ще просто христиане. Ты руснявый говоришь русский, арабский, исламский мир. Послушай, в чем разница тогда, Владуан? Если человека, послушай, русня, атеисты, коммунисты, Ты меня слышишь или нет? Нет, человека, послушай. Ты только себя слышишь и свой прекрасный голос. Ты умеешь других слушать? Я умею слушать. Человека, я умею слушать. Весь мир убивает друг друга, не только мусульмане. Ну согласись, это же очевидный факт. Не только мусульмане убивают друг друга. Свободный, окей. Если это 30 лет назад они делали, это нормально, да? Или там 300 лет назад. Именно в 24 году, да? Кто это делал, кроме русни? Кто делал? В смысле, свободнее, послушай. Европейцы не воевали ради... Послушай, какая разница, за что убивают людей, если невинного человека убивают? Война, то есть бёрш, гарча, чучья, чхилашин, эскарно, кетё. Это война, это в сущности природе человека заложено. Где война? Конкретно что ты имеешь в виду? Конкретно что ты имеешь в виду, Алан Чувака? Конкретно какую войну ты имеешь в виду? Войны разные были. Ты крестовый поход имеешь в виду? Крестовый поход был за религию, послушай, крестовый поход за религию был или чуть что? Ты говоришь о истории, которая 10 веков назад, сегодня... Почему у тебя рамки какие-то ограничены? Где у тебя эти рамки начинаются? Только с 24-го года мы считаем. Мы только 24-й год считаем, чувака. Серьезно, без халита хочу уже твердо. Сажим ходишь без халита. Ибраим, серьезно, без халушбон самогастия. Амал, да, сюда. Серьезно, могу хозаховать. Вот про Юнади Хаважи ты не ответил, ты намеренно про Юнади? Да ладно, я тебе отвечу. Свобода. Это кто вопрос задает? Про Юнади, про этих. Милый вопрос, слушай. Вопрос. Про Юнади Хаважи, которых ты именно имеешь в виду? Его даться очень хотя? Ну ты же помнишь? Ты либо знаешь, либо нет. Просто я сейчас смотрю. Каких Юнади Хаважи? Юнади Турчаев, видите? Да. Куда? Ты что обсуждать, ты ж батчун. Ну да, я не знаю, в личку. В личку с тобой поговорить. Юнади, массу давить мегардон. Я просто коротко. Я просто спрашивал, ты не ответил. Коротко, я просто коротко скажу, Хакович, Юнади Турчаеву, Джамаат Ахил, Марстантир. И короче, как бы очень Сбараевец Хилау и на пост. Я с ним пересекался во время войны. Хаважи, именно Милова Гуич, он саха, нагаса Марстантир на Гуич Вала, который и старопромысловский тия. Чулил рын, короче. Герза туш, яхш, короче, тия дахилна, законно онах сагвар, и за Юнади онах сагвар. Что там дальше за вопрос? Какое отношение имеет это к исламу, этим идеологиям? Причем здесь Юнаши в личке? Да не, я его это плевать спрашивал, не ответил. Я сейчас спрашивал намеренно, как бы проигнорировал. Я просто не успел. Сейчас ты у меня спросил. Все, вот этому Дмитрию, я тебе в личку отвечу, не проблема. Дмитрий, Машвол, добро пожаловать. Тут такой бардак. Да, пусть тоже. Дмитрий, сподвизер, ногче борти алец. Вот это выключите и эта тема очень важная. Ислам, идеологист. Это бамба вообще супер, короче. Ну, понятно, на безрыбье бамба рыба, понимаешь, камилу ну, что вообще, вообще, там выстроили, молодцу.
Но люди же видят и Бамба, слушают нормально. это. Делают Да выводы. нету тут ничего. С Бамбой можно было как-то общаться. Он-то хоть слушает, да, олш. Поку вообще ломаться двушек, санги. Ибрагим, ты прав. Здесь у нас бардак появился. Раньше хотя бы один высказывается, все слушают. Здесь пошли перебивания. И почему-то ИО давали больше прерогатив для высказывания. Он очень много говорил. Теперь есть пора другим людям, которые у нас в чате, высказаться. У нас у каждого свое мнение по этому поводу. Я поэтому говорил, когда я слушал Тесла, как вы спорите. Но как можно спорить с человеком, у которого в голове вот эти понятия фундаментальные, на основе которых он спорит, они кардинально отличаются от наших. То есть, допустим, он говорит, что камень – это вода, и на этом строится его логика. Но мы же не можем так спорить. Таким невозможно спорить, это просто не спор. Это Мусаки, спор не ради него. Ты забываешь, что спор не ради него. Люди должны знать, что это за идеология, и что она предлагает, что с ним едят. Дмитрий, для разрядки. Чтобы разрядить немного обстановку, пускай Дмитрий тоже. Зарядиться, да? У нас есть четкая проблема. Понятие добра и зла, которого нет в идеологии, которое нам предлагает народу дальше юзать. Ах, его выключай, когда говоришь. Договори, потом включай, а то он вообще невозможно. Ухо с бамбом, законный контроль. Да, ахулич. Закрием вообще золото до бриллианта, ты скажешь. Son hamilosa on ja Tesla gebest so chokas qayqa tunsa вист хланох чеками алячу янушун хорошо антитеррор канале ячу если что если вы 3 часа хотите еще про религию поговорить, давайте вы просто в другой эфир перейдете, а нам здесь оставите нашу тему. Мегардари, это вы здесь гости, если что. Наша тема это, что эта идеология не подходит для объединения. Это твоя тема. Мы здесь чувака по другой теме собрались. Тесла, ты уже, Тесла, послушай. Это идеология, эта идеология является препятствием к этому. Этому является препятствие идеология, которая добро и зло не различает. Это? Время пошло. Ну, слава Богу. Я хотел бы поговорить по поводу той темы, которая здесь была поднята, по поводу доказательства Бога. Физического доказательства Бога. Не веры, а знания. Как раз вставал вопрос по поводу времени, пространства. Есть... Дмитрий, кажется, моя очередь была сейчас говорить. Просто я уже давно ждал, я могу сказать? Дайте Дмитрию докончить. Тогда зачем, Тесла, ты мне вопрос задал, если ты Дмитрию даешь докончить? Не ответил сразу. Ты же не ответил сразу. Или это ты находишься на Луне, и 3 секунды надо было ждать, я не нахожусь на Луне, Тесла, бях мобила. Если я не в ту же секунду ответил, честно, я не знал, что у меня кнопка не нажата. Я, чтобы вас не перебивать, я кнопку выключаю сам уже, чтобы шумхолцах ехать. Но если я не сразу ответил, бях мобила. Тесла, теперь смотри, ты опять возвращаешь религиозный вопрос, у тебя знаешь, в чем проблема? Ты музыкант одной песни, постоянно крутишь, ты эту песню выучил и не можешь отпустить. Ты уже, Тесла, дай нам... Ты крутишь, это крутишь. Вопрос слушай, что ты что-то крутишь, перекрутишь. Я высказался по поводу общей публичной идеологии ислама, что она такая-то, такая-то, такая-то. Вместо того, чтобы ответить, что эта идеология, нет, не такая-то, не такая-то, скрутить, перекрутить, оставь мои качества и свойства. Меня не существует. Я задал тебе вопрос, ты отвечаешь на тему вопроса. Я в суде, я не трогаю, в суде, Тесла. Это суд, ты судья? Ты зачем меня выключаешь? Выключай твоя шукета, ты меня выключаешь. Что вы сделали? Если я 10 раз тебе сказал, я не хочу с тобой общаться. Тесла, бесполезно. Я тебе еще раз говорю, молить, что?
Дельдо Хаттен либо отвечать мне, либо никто тебя не заставляет отвечать на вопрос. Но самовица, оставь меня и мои качества. Но ё-моё, уже дислексия мяться, функция очень простой. Он модель фигам далой, фиг хотел плоп. Хамилу цевитес, ахуэль цевитес, хаскрин шорс цевитес. Ума цевитес, ты для меня как субъект не существуешь. Я проявляю уважение к тебе. И требую точно такое же уважение ко мне. Социалист. Человека. Цавис, на тевик, цавис, ну, веки эскулас. Давай. Человека, смотри, человека. Мы же определенную тему с тобой тут выбрали, да? Арнах чубахкали, мы о чем-то с тобой болтали. Арнах постоянно туда этот разговор переводят. Вот я вижу, у тебя запись идет. Даже эту запись надо делать. Я не хочу, чтобы с этими людьми я был в одном эфире. Запись Телда, она никуда не уйдет, никакой ни YouTube, если не уйдет, очень хорошо, потому что я реально не хочу. Даже вышло. Все тогда, да, я сказал. Теперь насчет уюзия. Мешает ли, низкий это вопрос, мешает ли ислам нашему народу объединиться? Я уже забыл вопрос, но допускаю, что примерно такой вопрос был. Я считаю, что ислам это спасение для чеченского народа. И я считаю то, что любой, кто так не считает, ему надо хорошо подумать. Иначе это... Я могу объяснить. Давай, смотри. Я могу. Да, смотри. Нас 1,5 миллиона сейчас в данный момент. Мы обречены просто испариться, если хотя бы до 10 миллионов не наберемся. Нам хотя бы 10 миллионов надо иметь, чтобы у нас полноценно были и врачи, и инженеры, и все это. Я тебе объясню, очень хорошо могу объяснить. Посвященно был, я вижу, все хотят сделать из чеченцев атлантов, то есть 5 много чего. Что главное, чтобы эти 5 чеченцев были абсолютно идеальны во всем. Но так не пойдет. Количество переходит в качество. Наша цель сейчас набрать количество, потом уже переходить в качество. Как этого добиться? Смотрите на рождаемость исламских, мусульманских и даже примитивных странах. Они делать нечего, образования нет. Потом это будет переходить... Послушай, у русских было 150 миллионов крепостных ЧВК. У них 150 миллионов крепостных было, почему у них потом там уже они ядерную бомбу создали. Кризис? Нам сейчас количество нужно, а потом будет качество. Почему в Европе демографический кризис? Потому что люди уже эволюционировали, прошли они уже, каждая европейская нация по 40-50 миллионов человек. Мы в другом положении. Они уже сознательно подходят. То есть у них нет девиза «Ол штамбаца, дал бог зайку, даст и лужайку». У них нету такого. То есть они уже, они продумывают, что делать. То есть це оружие то есть не как мы, типа, женимся, все, и не думаем, что там, когда дети родятся, что делать, как их кормить, какое образование им дать, какое им будущее дать, типа, то есть как-то там решиться. А здесь эти люди уже прошедшие некий этап, они начинают и поэтому они не хотят рожать, они другую, то есть у них другие приоритеты. Послушай, пожалуйста. А когда страна бедная, ты делать нечего, ты целый день сидишь, ты никчемный, делать тебе вообще нечего, конечно, ты будешь только и рожать. Просто там физически ничего другого не остается. Понял я, Албог, человека, я понял же. Ну послушай, ты тоже объявил наций по 50 миллионов. Их 50 миллионов, каждая европейская нация 50 миллионов человека. Каждая европейская нация по 50 миллионов. Нас 1,5 не можно сравнивать. Они уже достигли того уровня, когда им не нужен рост уже. Они вместо населения сейчас уже экономический рост перешли. Они на следующем этапе. Чтобы у нас население было, надо делать так, чтобы наша молодежь там женилась, уходила замуж, там, понимаешь, были обустроены, они, понимаешь, Африке ничего обустроено, умадается. Они там мозаиком живут, размножаются. Мы хотим вначале, нам сейчас... Мы не хотим отродья, мы хотим хотя бы, чтобы эти люди плюс-минус хотя бы
Нас какими-то 1,5 не на миллиона, уровне африканцев были, понимаешь? Нас пока 1,5 миллиона, мы ничего хотеть не можем. Наша единственная цель просто до 10 миллионов набраться. Послушай, Потом ну уже хотя бы можно количество же перейдет к качеству. попытаться. Что Попытаться попытаться? же можно, понимаешь, Ну когда как ты попытаться? детей Чувака, рожаешь, хотя бы их послушай меня. как-то. Вот как ты образовал женщину заставишь рожать 10 детей, например? Я не пытаюсь, я не буду Тогда мы обречены на 1 миллион, 2 миллиона Ну остаться всю подожди, жизнь. почему 10? Ты же не будешь там Иначе мы все, у нас не существует больше. Чувака. А соцсовет, чувака, это условные цифры. Ну, махалитна, и особо хтирхо. Ты свою жену точно по любви женился, брат. Чувака, послушай. Чувака, послушай, субо. Хуюс, пока нас 1,5-2 миллиона, у нас нету больше забот, кроме как стать 10 миллионов. Никакие, ни политические, ни религиозные, тем нас волновать не должно. Если ты хочешь поднять нас на европейский уровень, образованная чеченка никогда не родит больше там 1-2 максимум детей. Мы просто зависим, забуксуем на месте. И это конец будет. Вы сами нас вводите к этому концу. Ты это взял? Ну, это статистика мировой. Образованные женщины не хотят рожать, к сожалению. Хана, Маршорел. Делер Малкафеев. Я могу вопрос задать вот этому ИО, молодой человек, необразованная, родит она 10 детей, кого она из них воспитает? Это государство воспитает. Как это государство? Да. А для чего она их будет плодить? Ради своего народа, она же националистка, она же переживает за свой народ. Она для себя живет, для народа. А у нее же не будет времени, ни образования им не даст. Государство должно на себя это взять. Государство. Да, государство. Государство воспитает этих людей. Какое государство? У нас нет государства. Мы же говорим про... Уважаемые, дайте, пожалуйста, сказать женщине. Дмитрий, тебе тоже дадим, женщин тоже дадим, но подожди, пожалуйста, ты тоже. Она закончила. Ио, короче, мы поняли, что ислам для тебя просто средство для рождаемости. На самом деле ты во все это не веришь, но нужно использовать его как для увеличения рождаемости. Я все понял. Нет, ты не понял. Поздравляю тебя с хитрым планом. Нет, я просто хочу совместить приятное с полезным. Это Тесла, это приятное и полезное вместе. Понимаешь? Приятное, оно точно не ИГИЛ и 5000 наших пацанов мертвых в ИГИЛе, которые могли бы и наряжать детей. И наши женщины. Наши женщины, которые там, и арабизация, то есть тут как бы двойное дно. Да, естественно, образованные, это развитые страны, проблема рождаемости это неизбежность, и она всех коснется, кстати, и эти третьего страны с роботизацией, и у них, то есть ты там не успеешь со своими гитлеровскими планами через исламизацию там 10 миллионов нарожать, короче, и до этого остановиться должно скоро. То есть там 2030, 40, все там кривая, плоская, и увеличение населения Земли из-за вот этой технологической революции. Подожди, что видишь, у меня вот 1,5 миллиона бембат, свои 1,5 миллиона, 1,5 миллиона, 10 миллионов арабов, какой польза чеченский народ получает от наличия 10 миллионов чеченоговорящих недоарабов? Тесла, я тебя в контекст веду, Тесла, давай так. Я в контексте тебя веду всю эту ситуацию. Во-первых, мы обсуждаем свободную Чечню, это раз. Во-вторых, в 40-х годах спад Харю, это зависит от нашего государства. Как наше государство себя поведет, такое и будет у нас. Рождаемость, спад, не спад. В-третьих, какая разница, 10 миллионов арабов, не арабов. Наше государство должно позаботиться о том, чтобы родились не арабы, а чеченцы. Учить их культуре, религии. Это, если вам угодно, фашистское государство, Люкас, если вам угодно.
Просто... Это фантазия, что он дальше, за какое-то государство таинственное, которое будет все это делать. Не, послушай, Тесла, у нас другого выбора нету. У нас ничего другого нету, кроме этого. Во-первых, у нас вообще выбора нету никакого. Ну и Бог, чтобы выбрать, нам надо выбраться из ямы. У нас другого выхода нету из ямы. Что значит фашистское государство? Из колодца только один выход, Тесла. Из колодца только один выход. Это, если колодца... Да, с исламом никакого выхода не будет, потому что ислам не предполагает, и Хайкал должен, и Нахбуй, которые не хотят рожаться, рожать не хотят. Царь бим, цахварш Хайкал должен, Айдал вернее. Ими манипулировать будет какая-то группа этих диктаторов, как у Талибана, нафиг нам нужен 10-миллионный Талибан в Чечне. Только что ты разговаривал как раз про это, что они только там жрут, срут и ничего больше не производят на благо человечества, да еще и свое национальное полностью потеряли. С неба айдол, который будет контролировать, чтобы мы 1500 между динчах не арабизировались. Где мы его возьмем? Мы сами генерируем этот айдол, и, естественно, как исламисты, мусульмане, ты только что это тоже говорил, кстати, мы прогенерируем исламский айдол, который у чеченского фонаря. То есть, ты предлагаешь использовать ислам для размножения. Кто там после родится, это тебя по барабану. Согласен. Что значит фашистское государство, он сказал, что у нас будет фашистское государство. Что он имел в виду? Мусаки. Тебе только это интересно, да? Может, про что-то еще... Ну, это очень важно, да, мне это интересно. Ну, окей, смотри, фашистское государство, это будет закрытое, консервативное, национальное, поменьше свобод, побольше диктата, и так до 10 миллионов. Потом уже гайки раскручиваем и открываемся миру. Это на особо. А что значит закрутить гайки? Вот на примерах, пожалуйста. Давай, что значит закрутить гайки? Что я предлагаю, что я думаю, как это можно сделать, закрутить гайки? Например, запретить вообще другие языки, кроме чеченского. Чтобы каждая табличка была на чеченском, чтобы школу учили только чеченский. Просто вбивать это, ну как биоробот сандуй, просто выращивать биороботов. Грубо говоря. Устраивает тебя такой пример? Это не фашизм, чтобы на чеченском учились. В чем фашизм? В чем, я не понял. Если вам угодно, пусть будет фашизм и аллахас. Консервативное общество. Ну, тогда не вводи в заблуждение, это не фашизм. Я понимаю, что будет... Подожди, окей, что такое фашизм? В каждом государстве учат на своем языке. В этом ничего другого окей, нет. послушай. Фашизм что такое? Определение дай свое. Зачем мне свое? Я тебе сейчас ну все, тогда вопрос закрыт, дала. Все, вопрос закрыт. Я перебил, кажется, тебя. Подожди. Ты мне говоришь, что такое фашизм. Это разновидность ультранационалистической идеологии, общественно-политического движения. Вот что такое фашизм. Да, и где ты видишь противоречие моему сказанному? В фашизме у немцев они уничтожали другой народ. Ну, послушай, во-первых, послушай, фашизм это вообще итальянское изначально. Немцы это подхватили. Это раз. Во-вторых, в фашизме не обязательно уничтожать другие народы. Мы этого не подхватывали. Мы этого не подхватывали. Что, Дмитрий? Мы этого не подхватывали. Фашизм. У нас был национал-социализм. Национальный социализм. Это кто? Ты итальянец или кто-то, я не понял. Нет, я фольксдойчер. Я из немцев. Все тогда, вопрос закрыт. Вот я ему говорю то, что фашизм изначально это итальянская тема. В Германии дело не в том, что откуда она, а что она делает. Я же не спрашиваю, откуда она взялась. Она не обязательно уничтожает другие народы. Это не обязательный атрибут. Но она позволяет это делать? Любое дело, даже демократия позволяет. Если государство захочет, оно и при демократии людей убивает. Куча примеров. Ты слишком шаблонно мыслишь, у тебя какие-то шаблоны в голове есть, и ты только по этим шаблонам двигаешься. Это же демократия. Демократия, когда они в других странах воюют, они убивают. А внутри себя кто там в демократии кого убивает? Внутри своей страны.
Ну, при демократии тоже, вот, во-первых, ты именно на внутреннее убийство хочешь, да, внимание обратить? Демократия Но, бывает в рамках страны, да, в рамках страны. ну, Кого она окей. убивает внутри страны? Нет, нет, послушай, ты про фашиста имеешь в виду то, что они убивают только внутри страны, и только на этом у тебя акцент, или ты... Я имел в виду, тебе... ты сказал, у нас будет фашизм. То есть у нас внутри Если страны вам будет угодно, фашизм. пусть это будет фашизм, я сказал. Если вам это Ну как вот, пример, поэтому я и спрашивал, примерно, что это что это могло бы такое. быть. Что? Я поэтому и спросил тебя, что это такое, что ты имеешь в виду. Консервативное общество, если грубо говоря. Да ну Такое это же не устроено. фашизм, это нормальное общество консервативное. Это разные формы, это в том числе входит в описание фашизма. То, что общество Нет, более консервативное, да. не только входит, это, все остальное. Маша Ну, не входит. можно вопрос? Маша, можно, да. Сюди Кел, добрый вечер, guten Abend, Да, Дмитрий. Лиза. У меня такой вопрос. Вот, Ю, вы говорите, что образованная чеченка максимум 1-2 детей. Я вам скажу, как образованная чеченка, я этим очень горжусь, у меня 4 детей. У меня такой вопрос. Чему научит ваших 10 детей необразованная чеченка? Что она может им дать? Она не должна учить. Подождите, пожалуйста, я не Ханна, я немного наглее. Она, в первую очередь, вы знаете, я сейчас говорю на русском, потому что есть русскоговорящие, ну, в общем, от Бица Хаунсон, Оргер Бица Хаунсон, и литературный у меня язык, поэтому я что хочу сказать. Дети, они начинают говорить, общаются первые несколько лет, 3, 4, 5 лет, только с матерью, потому что я так предполагаю, что отец должен немало зарабатывать, чтобы обеспечить 10 детей. Или он будет сидеть где-то в Телеграме, доказывать, что нам надо расплодиться до 10 миллионов, а детей должно воспитывать государство. Так не бывает. Государство помогает вам, если вы не способны обеспечить свою. Но это не значит, что вы делаете детей для государства. Вы их делаете в первую очередь для повышения демографии, для того, чтобы чеченский, народ не Да, я понял в своем... вас. Подождите, пожалуйста. Вы поймите, что когда вас нет дома, к примеру, вы вышли по делам, навестить родственников, пошли работать, и ваш ребенок подходит и спрашивает: мам, а почему началась Первая мировая война? Когда она началась? Когда началась Вторая мировая война? А что такое фашизм, к примеру? Что тупая чеченка, которую вы говорите, нам не нужны образованные чеченки, чему может научить детей? Нам тупые дети нужны. Окей, Бергфрау. Начну с того, что вот это вы сказали, то, что это невозможно, это нереально, чтобы государство обучало детей. Первые люди, которые колесо видели, они тоже сказали, это невозможно, нереально. С такой позиции у нас мы бы до сих пор там в каменном веке бы застряли, понимаете, да? Люди должны постоянно что-то новое придумывать, постоянно решать новые задачи. Это нормальный процесс. Не надо постоянно прошлое смотреть. Никогда такого не было, теперь будет. Вот. А то, что глупая женщина может объяснить детям, знаете, не обязательно, чтобы если у женщины много детей, она глупая, не обязательно, чтобы если мало детей, то она умная. Это никак особо не коррелируется. И если мать хорошая, она с большим количеством детей тоже справится. Но если она даже не будет справляться, тоже не проблема. Для этого есть государство, которое будет помогать этой женщине. Она будет выполнять свой гражданский долг, и за это государство будет ее вознаграждать тем, что ее дети будут полностью всем обеспечены. Я не вижу в этом проблемы, Бергфрау. А я вижу ее, потому что детей она рожает не государству, детей она рожает себе. Вот, Бергфрау, мы тут семью. Бергфрау, у нас какой-то вектор свой есть специальный. Мы не создаем идеальное общество эльфов. Мы тут обсуждаем, как спасти чеченское общество. Если мы будем строить общество для чеченских женщин, мы всегда останемся 1,5 миллиона, 2 миллиона. Понимаете, Бергфрау, при всем уважении? Значит, смотрите, Ю, вот я хочу вам свою позицию озвучить, чтобы вы понимали. Если для меня не будет такого, как сказать, такой атмосферы, что я
ну, такое пошлое слово «счастливо», несчастны будут все вокруг. Ну, это пропаганда психология. отлично Нет, справляется с этим. У вас это не 24/7 будут пропаганда качать, и вы Дело в том, будете счастливы. что, понимаете, женщина, она не должна быть под тапком, она должна быть бок о бок со своим Ну, мужчиной. Она справедливости должна ради, я вам скажу, дать что у мужчин Ну, ситуация будет не подождите, лучше. Юр. Да. Женщина, она союзник, соратник. Женщина, она стоит за спиной не для того, чтобы спрятаться, а чтобы прикрыть спину, когда это будет нужно. Вот таких женщин нам надо, которая Да. будет грызть всех и вся за своего мужа, за свою семью. Да. И поймите одну вещь. Во всем животном мире женщина, тоже очень противное слово, я его не буду говорить, женский пол, вот в животных, да, я очень не люблю, оно пошло для меня. Вот женщина, женский пол, она выбирает того, кому родить потомство, того, кто будет защищать ее и ее детей. Это тупая женщина ради чего? Так сидеть дома, брысь и молчать? Конечно, я понимаю, она бывает удобной. Не все мужчины, только глупые и слабые мужчины выбирают глупых и слабых женщин, которых они не потянут. Бергфрау, извиняюсь, мы тут не обсуждали, как создать идеальную семью. Понимаете, у нас другие задачи. Вы сказали, У вас нам уже нужны тупые чеченки, потому что Не, умные чеченки послушай. десятерых детей не родят. Это Бергфрау, ваши слова. послушай, Бергфрау. К сожалению, только вы можете спасти чеченский народ, только женщины. И вам надо родить 10 миллионов чеченцев, чтобы мы выжили. Если вы это не сделаете, наш народ просто исчезнет. Это все в ваших руках. Я абсолютно согласна. Нам еще надо Вам надо воспитать послушайте, этот народ. Бергфрау, вам надо мобилизоваться и забыть про личное счастье. Вы должны думать о национальном. Если вам хватит ума, тогда чеченский народ будет спасен. А если не хватит, тогда каждый будет думать о своем домике, и все. Каждый будет сам за себя. А вы поймите, Ю, что если мама несчастна, то дети растут с психологическими травмами. Ну почему она понимаете? несчастна? Африка счастлива, мать, не переживайте. Вы так думаете? Просто послушайте, вот ваше поколение не спасти, но если девочку с детства лишить там Телеграм, Инстаграма, чтобы она никому не завидовала, не присматривалась там к другим богатым девушкам, если она будет смотреть вокруг, видеть таких же, как она будет счастлива. Она несчастлива только потому, что она в интернете видит более богатых, более успешных. Просто ей надо другую пропаганду внушать, и все. Человеческие эмоции – это легко манипулируемые процессы. Как бы сделать женщину счастливой нетрудно, имея государственную машину. Я вообще в этом проблеме не вижу, при всем уважении. Простите, можно перебить? Да, Взгляд со стороны. Законы шариата не способствуют благотворному ощущению женщины. Вот со стороны, как видно. Если вы говорите о положении женщины, то вот Германия, да, времен 1933-1945 год, вот там было восстановлено положение женщин, действительно, как вот то, что вы говорите, чтобы женщина плодила но будущее нации. Вот этот принцип вы хотите взять, как я понимаю. Но это же должны быть именно женщины своей нации, а не какой-то пришлой. Спасибо. Да, вы абсолютно правы, Дмитрий. Я рад, что вы поняли. Я удивлен даже, то, что немец меня больше понимает, чем чеченцы. Спасибо вам. И то, что чеченки должны быть, тоже тут вопроса нет. Хорошо. Ю, я хочу тебя понять. Что это вообще сейчас такое было? Да. Смотри, у меня один вопрос к тебе. Это как ты предлагаешь этих детей рожать? Сколько? Ника, мне вообще неловко насчет этой темы вообще говорить, честно тебе скажу. Я даже не думал, что здесь столько девушек, честно. Я вообще не думал, что здесь вообще есть девушки. Мне человек сказал, что этот чат будет на 3 человека, условно. Я тебе в маму держусь по голосу. Это дело, Мика, Да. по чатам сидеть надо. Стоило, пошли. И в этом чате сидят женщины. Юитига, я не вижу, без очков. Да, так что это самое. Женщины, если будут рожать, Баха, вот сколько ты имел в виду, она должна иметь, чтобы мы достигли 10 миллионов? Вот просто у меня, сколько получится, да? От 1 до 100, Вика.
что, это нереально? Ну, я вот слушала, я только минут 5 как вошла. Да, Я да. еще не совсем в теме, поэтому я задаю этот уточняющий вопрос. Государство будет заботиться об В мире всего 2-3 государства, наверное, на пальцах посчитать, которые действительно заботятся о своих детях. Когда было такое, чтобы в Чечне заботились о детях? Даже Мика, послушай, Мика, я уже приводил пример. Семья попадает в нищету, если родители не зарабатывают хорошие деньги. Я понял твой вопрос. Я уже ответил, кажется, Хане или кому-то еще, то, что если мы говорили, когда такое было, люди бы даже колесо не изобрели, понимаете? Это должно быть, мы это придумаем. Люди для этого существуют, чтобы что-то новое придумывать. Никогда такого не было, теперь будет. В чем проблема? Почему, если раньше не было, то теперь нельзя? Наша цель сделать лучше. Такое выражение. Хорошо, я поняла, что ты сейчас имеешь в виду. А ты знаешь, вот ты говоришь, там в Африке рожают, там это. Главное качество, а не количество. Качество потом переходит в количество. Мика, вложить надо не только в морального, но и материальных ресурсов. Послушай. Мика, количество потом переходит в качество, потом оттуда появляются бриллианты, понимаешь? Вот русские 150 миллионов, русских было. Мика, послушай. Мика, послушай, пожалуйста. Вот русских было 150 миллионов крепостных, ни читать, ни писать ничего не умели. Потом через 2-3 поколения уже в космос полетели. Понимаешь, да, Мика? То есть, извините, можно перебить по поводу... Вы сказали по поводу количества и качества, и по поводу русских как раз, к примеру. Ну, кто такие русские? Где они такие? Это вообще абстрактная нация непонятная. И количество замещать население, да, какое-то абстрактное, это неверно, потому что теряется самое основное нация, кровь нации. Как можно растрачивать кровь нации количеством? Это должно быть абсолютно качественный подход. Для этого существуют науки. Науки такие, как евгеника, расология. Да и у вас, тем более, у чеченцев это очень хорошо все известно. Но у вас существуют свои рода, свои тейпы. В этих рамках и нужно думать о географии, а не в рамках замещения населения кем-то. Дмитрий, вы, кажется, не совсем правильно поняли. Никто никого замещать не будет. Это сугубо внутричеченские процессы, я имею в виду. Поняли, да? Да, это я имел в виду, да. Так, и вот ты сказал женщинам там запрещать пользоваться Инстаграмом, Телеграмом, всем чем угодно. Скажи, пожалуйста, а когда ты видел, и кто смог это вообще сделать? Вот мне интересно, ты хочешь вернуть время вспять? Мусаки, послушай, Мусаки, Я сейчас вопрос задаю. Да, я понял твой вопрос, я уже понял. Мы обсуждали изначально прекрасную Чечню будущего, понимаешь, да? Ну ладно. Ну просто смотри, каждый имеет право тогда высказаться и сказать свое мнение по той траектории, которую ты предложил. Вот тогда я могу высказать свое мнение. Я думаю, что будет так. Я думаю, при таком раскладе, когда будет, допустим, несвободное общество, и, допустим, если целью ставится размножение, чтобы больше было чеченцев, я думаю, это будет, во-первых, во вред качеству, будет рождаться более много неграмотных людей. Эта неграмотность будет побуждать бедность. Государство не сможет этих людей поддерживать. Будут внутренние распри, и будут делить ресурсы, которые есть в государстве. В конце концов, эта система не сможет нормально существовать, и будут часть из них потом бежать куда-нибудь в Европу, как арабы бегут туда, за тем, чтобы они там нормально пожить, нормальной жизнью, цивилизованно. Вот, я думаю, такой будет результат этой траектории. У каждого свое мнение. Мусаки, чтобы это всего не допустить, Ибрагим, тебе можно будет скоро. Чтобы все это не допустить, Мусаки, государство должно позаботиться об этом. Понимаешь, государство это большой брат, так сказать, который все процессы контролирует. Для этого есть страна, для этого есть спецслужбы, для этого есть пропаганда. Здесь там миллион инструментов, как решить этот вопрос, понимаешь, да, рычагов? Россия тоже пытается контролировать свое население, вот точно так же, как ты это описываешь, и ни черта у нее не получается. Нет, а почему у них не получается? А теперь угадай, почему у них не получается с рождаемостью?
рассказываешь, Я не будет. Ибраиму как раз пример приводил. Они свои церкви уничтожили, Не всю будет, веру не потеряли, будут вообще никакого ресурсов. стержня нету. Это не в вере дело. У них вот этого государства, которое ты рассказываешь, у него Какие не ресурсы будет тебе денег, нужны? денег не будет это все содержать. Денег не будет. Вот и все. Какие деньги Ио, тебе нужны, чтобы это содержать? смотрите, а кто построит это государство? Это Количество или мы своими качество? руками построим, мы своими руками. Мы Количество должны это или сделать. качество? Я не знаю, как будет, но я говорю, Прикалывается с я, нас. я, я не прикалываюсь, я понимаю, то, что девушка неприятно это слышать. Я не ожидал, что вы тут будете. Я Ты думал, сугубо мужской прикалываешься. разговор. Даже в Я, развитых западных странах так не содержат, как ты говоришь, детей. Сколько времени для этого надо, чтобы Чечня дожила до Мика, этого послушай, материального состояния, чтобы послушай. она могла Так он таким сказал, образом... деньги не нужны. Мика, он Мика, сказал, деньги не нужны. Вот деньги не нужны. Ага. У него есть план без Деньги не денег. нужны, деньги тут нужны, но женщины не в том нужны, что количестве, за как на вообще? Мы Западе. куда возвращаемся? Послушайте, Вот оно. А деньги сколько нужны, надо? но не в том количестве. Послушайте, кто будет воспитывать детей? Смотрите, один человек в среднем потребляет от 2 до 3 тысяч калорий в день. Государство, я думаю, сможет обеспечить ребенка молоком, хлебом, мясом. Это не проблема, никто Ну с ты голода не умрет. даешь. Значит, потребность 2-3 тысячи калорий в день. Да. Китайцам там относится. Коммунистический строй у нас. Да, как у Ну, китайцев. и если кто-то будет... Ну, тогда, Ибрян, Мисс ты, наверное, Курисова. тоже на социале жил, я думаю, коммунизме, он вроде бы. Я думаю, ты тоже получал социалку в Европе. Дайте мне Если тоже. это коммунист, если это коммунист, то построим такой же коммунист в Чечне. Какая ты проблема говоришь кормить детей? систему настолько убогую, настолько реально, Мусаки, настолько смотри, убогую. моя Ты система говоришь о убогая. Окей, 2-3 Мусаки. тысячах калорий в день. Ты что, издеваешься? Ты Мусаки, хочешь, ты послушай. что, люди, что тебе, животные? Мусаки, Это просто 2-3 тысячи послушай. калорий в день. Это все? Мусаки, мы определили проблему, я предложил решение. Можешь ты предложить решение, как достичь 10 миллионов чеченцев? Я тебе расскажу. Когда Давай. людям даешь свободу, люди сами все начинают расстраивать правильно. Единственное, государство должно контролировать, чтобы было соблюдение избранных законов, Мусаки, сама и соблюдать. ты смеешься с моего и всё. коммунизма? То есть, если людям дать свободу, они размножаются? Зачем ты это вообще сказал? Еще раз. Твоя фантастика это в 10 раз больше фантастики, чем моя. Государство контролирует соблюдение законов. Все. И не Ну, на лезет в Западе личную жизнь контролируют, людей. и вот все стареют, нету никакой рождаемости, арабами заменяется все. Ну вот, кстати говоря, вы вот боитесь арабами заменят. А в итоге, если мы будем развитая цивилизация, развитая культура, к нам тоже, у нас опять арабов заменят, потому что все чеченцы будут старыми, богатыми, им будет лень размножаться. И к нам приедут снова арабы. То есть, чтобы не допустить... Дай нам сначала стать старыми и богатыми. Сначала дай нам стать старыми и богатыми. Дай нам стать сначала. если Мы хотим сначала стать старыми. Уважаемые, извините, пожалуйста, я не знаю, как в вашей культуре. В нашей культуре, когда говорит женщина, мы ее слушаем. Дмитрий, у нас, когда говорит женщина, даже войну прекращали. У нас очень большое уважение к женщине. Если мы ее перебили, мы извиняемся. Я знаю это, поэтому я не говорю за вашу культуру, я говорю за нашу культуру. В этом вопросе наши культуры пересекаются. Вот Мика говорит, значит, мы должны помолчать, как мужчина. Просто словечки вставила. Ибраим хотел что-то сказать. Ибраим, Аллах. Башкал уже давно хотел вписаться. Сейчас вот этот последний сценарий мне напомнил вот этот сюжет с Васюками, да? Когда Васюки разрослись и даже из центра потянулись, короче, Васюки перерос в центр. И вообще-то вот ситуация, да, наша сегодняшняя, мы же как бы реально должны рассуждать. Вот мы разбросаны по всему миру 300 тысяч человек в Европе, не говоря о других там, о Турции, других странах. Наш народ в полной оккупации находится. То есть там людей русифицируют, вообще ломают менталитет, закидывают куда-то на путинские фронты, защищать его, вот этот туалет. Кидают в эти окопы, там вообще никогда не состоявшая с нами в конфликте Украина, украинский народ, то есть против них пытаются всячески через вот эти средства массовой информации противопоставить
вражески вот так преподнести, да, вот это мародерство, которое там освещается и так далее. То есть вот эта проблема. Проблема здесь вот ассимиляция, которая вот в Европе, да, количество какое-то, 30 тысяч чеченцев, ассимиляция, она тоже неизбежна. То есть если как-то не решать вот эту проблему, и чтобы люди могли иметь свое государство, туда возвращаться, чтобы там был государственный язык. То есть вот эта ситуация, да, когда нас куда-то в Сирию по 4000 человек закидывают, и там нас полностью как бы на результат, да, я закончу. Можно вопрос? Там нас на результат пускают. То есть во всей вот этой вот ситуации, какое размножение вообще, о чем речь? То есть нам надо вот это вот побороть как-то сначала. Побороть, вернуть наше государство. Вы зашли в чат слишком поздно. У нас ЧВК была своя тема. Прекрасная Чечня будущего, как обустроить ее, чтобы решить наши главные проблемы. Теперь смотри, Ибрям, ты сказал, Чечню надо освободить. У меня вопрос. Ты сам вообще что делаешь, чтобы приблизить этот день? Как думаешь, какая польза от твоей деятельности, чтобы освободить Чечню? Ты реально веришь в то, что твоя политика помогает чеченскому народу объединиться, освободиться? Или, может быть, это не так? Как ты сам считаешь, Ибрям? Кто-то хотел сказать что-то? Нет, никто ничего сказать не хотел. Я хотел сказать, Ибрагим, то, что вы сказали по поводу народа. Могу говорить от моего народа. Тем более наши народы пересеклись, и плотно пересеклись во время выселок. Вас освободили в 50... Да, вас освободили в 56 году, нас же там гнобили до 90-х годов, там в 72-м было послабление. Что произошло с нашим народом, это очень плачевно. Было 900 тысяч, у нас была своя республика, у нас была своя конституция, у нас была свои школы, свои фабрики, все, Волга, республика Поволжье. Когда нас реабилитировали, мы хотели, куда нам возвращаться было? Некуда было возвращаться. Вам было куда возвращаться. Нам вообще некуда было возвращаться. Нас гнобили очень серьезно. Намного серьезнее, намного дольше, точнее, чем вас. Потому что у вас была меньший промежуток времени, до 56-го года. С нами поступили намного более жестко. Я видел 40 тысяч глаз. Я участвовал в реабилитации, в процессах реабилитации моего народа. Моя мать была одним из организаторов общества Видергебурт, возрождения немцев. И мы организовывали там ряд мероприятий по реабилитации. Там подавались документы сначала, Горбачева, это процесс. Но просто я к чему говорю, что потом, когда возвращались все наши из Казахстана, в Германию выезжали, потому что некуда было больше выезжать. То, что я видел, я помогал там в посольстве матери раздавать там эти анкеты или с ним, я видел всех, очень многих, порядка 40 тысяч глаз и людей. То, что я увидел, это было очень печальное зрелище. Народа, как такового, народного духа, чести, достоинства было единицы. Наш народ стал называться советскими немцами, русскими немцами. Это страшнейший позор на то, что с нами сделали. Это было с 1941 года по 1992 год. Что с нами случилось, как с народом? Наглядный пример. С Volksdeutschen, с народом, который имеет древнейшие традиции, древнейшую культуру. Как пример этой трагедии, нашей трагедии, слома национального духа, национальной культуры, ассимиляции. Те же самые процессы идут и сейчас у вас. Я тоже это прекрасно понимаю. Но не в такой степени. Чтобы предотвратить это,
я могу говорить опять же от своего народа. Что влияло на нас? На нас влияли разные сферы. Понятно, коммунисты, с одной стороны, разделяли нас, давали там одним награды, трудоармия, там трудиться за советскую, это третьих, в других там это радиации морили, там поселки специально в радиоактивных местах строили. Ну, устраивали это деление народа, ну, натравливание друг на друга. В том числе было использовано, так как религия была использована также в этих целях. Так как немцы в условиях атеистической среды, которая там доминировала в советском обществе, ну вот, было разделение лютеран с католиками внутри и с православными тоже. Ну вот немцы православные тоже есть, католики есть лютеране. Ну, основная масса это лютеране были в Поволжье. Ну, вот, но все равно и была игра на этих чувствах противоречий между католиками и православными. Или католиками и лютеранами. Эти рецепторы тоже были включены спецслужбами для разделения народа. Эти тенденции же есть и у вас. Это я тоже прекрасно понимаю. Просто я наглядный пример, то, к чему привело наш народ, вот все вот это. Ну вот те же самые методы применяются сейчас и к вам. Да, Дмитрий, но еще такой момент есть. Смотрите, так получилось, когда все народы в конце 18-19 века Короче, смотри, Дмитрий, когда все народы в 18-19 веках, даже 20-х, имели резкий рост, когда крестьяне начали переходить в городской образ жизни, когда был огромный бурный рост во всех сферах, чеченцы были просто утоплены в крови, и мы просто не успели перейти этот переходный период начала 19 века, 20-го и дальше конца 18 века. Из-за этого мы вынуждены сейчас в 21 веке вернуть те процессы, которые мы перешагнули. То есть мы сразу из какого-то, достаточно примитивного общества резко перешагнули в тот же советский образ жизни, понимаете, да? Из-за этого наш народ так или иначе будет вынужден в данный момент законсервироваться, сохраниться и потом уже войти в круг цивилизованных наций, когда достигнем необходимых ресурсов. Вот. Я хотел бы прокомментировать то, что Дмитрий сказал. Я не хочу уходить в этот спор, да, у кого было меньше прав и так далее, но чуть-чуть для информации. После этого выселения, когда там возвратили чеченцев, ингушей на родину, в частности, чеченцам не дали вернуться в свои дома. Более того, после этого возвращения, спустя год-полтора, полностью все вот это вот русское население, которое посадило в наши дома, все вот это вот наше, новые хозяева, скажем так, да, которых привели и им отдали все наше. И люди вернулись, и вот это вот новые хозяева, которые их посылают, да, и там приходилось строить землянки на окраине сел, деревень вот этих. И вот так как-то люди выживали, потом спустя 1,5 года полностью вышли, все русские вышли, вот когда говорят, Сталин выслал там и так далее, вы тоже, в принципе, в курсе, да, тоже с русским миром вы знакомы, не понаслышке, скажем. То есть вот это через 1,5 года устроили погромы, огромные вот эти демонстрации, начали жечь там автобусы, машины, по всему Грозному городу. И с требованием вернуть. Это было 1958 год, да, я помню эту историю, которая у вас. Да. И вот потом все вот это вот время, да, основная часть не могла проживать в городе своем, в Грозном, который заселялся большинством, был заселен русскими, там где-то в селах люди жили без прописки, не могли там только до вечера находиться, если там в город приезжали. Только редко там люди жили, те, кто работали там и так далее.
они могли иметь какие-то квартиры там и так далее в самом городе. Потом язык. Вот я сам пацаненком это уловил еще. 6-7 лет, вот я в автобусе еду, и 2 чеченца парня, ну, уже постарше, лет 17, наверное, да. И они там сзади в автобусе друг с другом разговаривают на чеченском языке. И вот эта паника, которая началась, говорите на русском языке туда-сюда. То есть весь автобус на дыбы поставили, остановили его, заставили выйти 2 парней оттуда. И вот эту картину я тоже запомнил. То есть там, если говорить о каких-то правах, когда нигде не могли на должностных каких-то местах работать, когда никаких условий не было, ездили, обстраивали вот на эти шабашки, заработки. В России строили русским дома и как-то вот это вот пытались заработать, семьи туда увозили, потом эти семьи не могли, дети не могли вовремя как бы успеть на учебный год начало, потом отставали постоянно учебу. Ну вот это вот такое из поколения в поколение. И одним словом, еле-еле вот дошли до момента вот этого развала совка, и потом уже как бы народ, пользуясь вот этим случаем, да, попытался самоопределиться и провозгласил государственность и отстоял там в Первую войну это дело. И вот потом уже в ход пустили вот эти идеологии, с которыми мы по сей день вот топчемся, боремся, из-за которых мы страдаем. Если вы в Германии сейчас проживаете, там тоже можете встречать наших земляков, которые просто при одном виде все атрибуты как бы налицо, да? Вот это вот борода и так далее, что входит вот в это дело. Вот это вот то есть состояние, да, вот, кстати, вот то, что мы здесь обсуждаем, все это на данный момент вот связано именно с этим. Ну, вот сейчас меня и чем там типа занимаешься там или чем надо заниматься. Вот приходится заниматься просветительской деятельностью. Пришлось создать нам партию, как бы политическое движение. То есть, потому что, к сожалению, в чеченской среде не существует ни одного политического какого-нибудь движения, которое интересам чеченского народа, кроме каких-то политисламистов, которые вот нарисовались на горизонте, скажем так, чеченской вот этой политической площадки. И в связи с отсутствием каких-то политических сил вот пришлось создать партию и попытаться объединить людей вокруг этого, молодежь объединить и как бы работать с международными институтами. И вот то, что с нашим народом сделали, потому что просто так на нас напали, да, уже самоопределившееся государство, хотя, к сожалению, его не успели признать, мы вот это вот, все процессы как бы провести не получилось у нас. Плюс вот это то, что всякие законы, принятые после Второй мировой, вот это с границами и так далее, вот это мешало там тоже конкретно. И вот это все, что с нашим народом произошло, да, и пока, скажем так, мы боролись там, и наши жертвы, они помогли и многим восточноевропейским странам уйти из-под русского сапога, той же Балтики, там частично Грузия получилось там кое-как сформировать государство, Украины тоже и другим. И вот это наши все жертвы, они все-таки не напрасны, и наш народ тоже должен поставить тоже мир, вот этот мир перед фактом, чтобы раз международные законы, да, которые, конвенции, они дают право всем народам на самоопределение, либо этот мир должен в скобках взять исключение чеченцев, либо эти законы должны на нас тоже распространяться. И в случае с нами тоже должны и принимать какие-то санкции в отношении вот этой русской империи и так далее. То есть вот наше общество должно работать на общий национальный интерес и пытаться
как бы выдвинуть наш вопрос на повестку дня и делать вот это, и все вместе как бы с цивилизованными странами, со всеми странами Европы, да, вот в семье вот этих цивилизованных народов, которые очень близко к нам по менталитету, там, по духу и так далее. Но никак не вот этот вот восточный мир. Я сейчас не хочу кого-то там ниже, выше ставить. Я вот имею в виду, как есть культурно. То, что нам через идеологию вот это вот пытаются притащить, это вообще чуждое нам. Абсолютно. Вот в 90-х годах, что наш народ из себя представлял, и сегодня во что это вылился он, да, это как разные противоположные, две вселенные какие-то. Вот такая проблема существует. Эту проблему мы пытаемся не то чтобы решить, а найти какой-то выход для ее решения. Вот как-то так. И это к тому, что ИО сказал, если он еще здесь, это комментарий как ответ ему, потому что он задавал вопрос, чем занимаетесь, как видите, какой выход. Выход, самое важное, это просветительская работа, просветить общество в несостоятельности вот этих идеологий, полностью показать их негативную сторону, как они влияют как бы на наше общество. И параллельно тоже показать мировой общественности, что у нас не все вот это то, что в ютубах там можно посмотреть, да, там забил в ютуб, борода, вот эти заклинания всякие в начале разговоров и в конце разговоров, вот эти все ничем не отличишь от среднестатистического вот этого какого-то якобы чеченца, да, которого ты в YouTube, в Google забил. От этого Багдади, да, там откуда-то с Ирака. Только осталось гранатомет там с пулеметом нацепить на него. То есть вот это дело, оно большинство вообще в народе людей, они не сторонники вот этого дебилизма. Но просто люди как бы поджаты вот под это дело и молчат в своем большинстве. Вот поэтому эту ситуацию надо переломить нам. Переломить, что мы как бы хотим сделать. Вот так вот как-то. Ибрахим, можно поделиться с вами тем опытом, который был наработан европейской культурой, так скажем. Есть логические ошибки. Откуда взято вот это мракобесие? Да, в частности, религиозное, там, или традиционное, или какое-то персональное. Взято это из логических ошибок в обществе, разлитых. Это по всему миру, это проблема всего мира, но и в частности в закрытых национальных структурах. 3 ошибки. Аргумент к большинству. То есть тот, кто говорит, раз все так, значит и я так. Это ошибка, логическая ошибка. 2 ошибка. Аргумент к традиции. То есть вот есть, раз там все так делали, раньше делали, значит и сейчас надо так делать. Это логическая ошибка. 3 ошибка. Аргумент к личности. То есть вот если этот человек, он такой-то, такой-то, плохой, неправильно, значит он говорит. Вот. Это тоже логическая ошибка. Это не всегда так. Этот человек может быть там в какой-то другой среде, там, наверное, Карл Маркс, да, если то, что он Карл Маркс породил, там, скажем, вот это атеистическое, коммунистическое, материалистическое движение, не значит, что он не мог говорить какие-то правильные вещи. Не то, что все он неправильно говорит. Это тоже ошибка к личности. Вот эти 3 ошибки логические, они разлиты по всему миру и формируют этот менталитет, ошибочный менталитет. Отсюда берете мракобесие и же с ним. Как это исправить? Это можно исправить только образованием, да, и воспитанием. Это действительно вопрос к женщинам. И в первую очередь к женщинам. Потому что нужно прививать с детства, с детских времен, вообще, с утробы матери, логику. Чтобы не было нарушений нейронных связей в этом направлении. Потому что все религиозные практики, все конфессии,
Это я как раз вот говорил по поводу позиционности и противоестественности религий. Или сверхъестественности и позиционности. Это не мои слова, это слова Гегеля, философ. Ну вот, что позиционность или позитивность религий формирует некий шаблон, ментальный шаблон, который отражается на нейронном уровне. То есть нейронные связки не работают, перестают работать, отвечающие за аналитическое мышление. И происходит это сбой. Как это избавить? Только воспитанием. В принципе, новые синапсы – это вопрос нейробиологии. Новые синапсы, в принципе, формируются на протяжении полугода. Можно вырастить какой-то новый синапс, то есть новые нейронные но для этого нужно постоянно упражнять это дело. В любом возрасте. Но в первую очередь это действительно детство. Детство и новое поколение. И за это, так как вот в вашей традиции матери воспитывают свое потомство, в первую очередь матери должны прививать логику и склонность аналитическому мышлению просто с молоком матери. И тогда новое поколение вырастет без склонности к этим ошибкам. Для этого действительно нужно образование. Образование для женщин. Это в первую очередь. Законы шариата не способствуют этому. Это уже однозначно. Однозначно наглядно видно со стороны. Потому что есть дисбаланс. Мужчина и женщина должны быть в гармонии друг с другом и по жизни. А ни в коем случае не в каком-то униженном положении, потому что униженное положение не способствует развитию женщин. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Да, совершенно верно. Полностью вы правы. Насчет женщин то же самое. Кстати, у нас в нашей культуре женщина, она абсолютно не соответствует тому, что вот в этих восточных культурах под названием шариат, марикат, вот все, что связано с этим. Поэтому это тоже огромный урон для нашего народа несет и очень негативно влияет. Я Ника, Ибран прервала. Я ни в коем случае не хотела бы, чтобы я звучала как какая-нибудь, извините за выражение, пришибленная феминистка, ни в коем случае. Я очень чту наши традиции, и я выросла в семье, где отец уважал мать молилась на отца, и его слово было закон, и это годами он доказывал, что если он сказал, значит, так и должно быть. И это, как это сказать, это, грубо говоря, такая авторитет он был, потому что она никогда его не оспаривала, она понимала, что раз он так сказал, значит, действительно это правильно, потому что это со временем, показывало, что да, действительно так и надо было делать. Ровным счетом, так же, как если он скажет, вот мы, допустим, поедем завтра и, грубый такой пример, купим корову. А мама говорит, а зачем нам корова, мы ее что, на балкон поставим? Как это? Корова, конечно, хорошо, но, наверное, для этого нужен дом. И отец скажет, да, действительно, что-то я где-то был неправ, значит, купим дом, а потом купим корову. Это говорит о том, что семья, они прислушиваются друг к другу. Не надо, вот есть у нас фраза «имаберт», да, вот достаток в доме зависит только от того, насколько дружны супруги, насколько они друг другу доверяют. И женщина, вот как вы сказали, Ибрахим, Дмитрий, у нас женщина всегда была в первую очередь мать. Вот каждый мужчина, он уважает свою мать, естественно, у него, если есть сестра, значит, любую девушку он будет уважать как свою сестру. Он никогда ее не оскорбит, никогда не поднимет на нее руку, никогда, ни в каком плане не поднимет ее руку, потому что он знает, что за этим последует наказание. У нас старики, старейшины, если женщина в положении, уступали ей дорогу, даже если это какая-нибудь соплячка лет 20.
у нас вот такое отношение было к женщинам, и, я не знаю, женщина не позволила бы, не то, чтобы сказала, все, я тебя сейчас убью или еще что-то, чтобы привели вторую жену. Это было для нее оскорблением. А у женщин, чеченских женщин, всегда было чувство собственного достоинства, оно на высоте. У нее всегда должно было быть чисто, всегда должен был быть порядок, потому что, не дай бог, зайдет кто-нибудь и подумает, что она плохая хозяйка. Это говорит о чувстве собственного достоинства. И то, что сейчас навязывают нашим женщинам, мне неприятно, мне обидно. Я не хочу, чтобы, к примеру, вот юноша сказал, лишить телефонов и все. Дмитрий, мы живем в Германии, у меня девочкам 10 лет, девочкам 18-13 лет. Они настолько самодостаточны, они вот именно в этом обществе, у них нет такого, ой, у нее сейчас кроссовки Adidas, я пойду и куплю там кроссовки покруче, там, подороже, там, Nike, чтобы еще круче быть. Нет. Они, в первую очередь, им прививается главное, то, что у тебя в голове. Если у тебя в голове все будет ровно, ты не будешь обращать внимание, кто во что одет. А вот этот весь бред. Сейчас мужчины, они ценят свои машины больше, чем своих жен. Они ухаживают за ними лучше, чем за женами. А эти сидят, тупые чеченки, как он говорит, делают детей, а эти на своей машине ездят, там, вторую, третью, четвертую себе ищут. Для того, чтобы демографию повысить? Нет, не для этого. Так не должно быть. В первую очередь нам надо укрепить семейный институт, в первую очередь нам надо вернуть уважение к женщинам, и тогда эти женщины и детей будут, и демографию повышать, и воспитывать. Нельзя собрать 10 собак и их дрессировать, так не бывает. Дрессировки поддаются по одному животному, только так. А так собрать кучу 10 детей и не знать, кому что объяснить, так не делается, так не должно быть. Образованная женщина, в первую очередь, это твое лицо, потому что она будет воспитывать этих детей умными, образованными, она будет их воспитывать такими, что твой отец авторитет, я его слушаю, ты обязан, тем более, если я его слушаю, ты тем более должен. Только умная женщина может поставить своего мужа так, что дети и все вокруг будут его уважать. Завали его тварь обоссанную. Молодец. Что это такое? Админ. Да. Админ, уйку. Валай, кирайк чадойшо. Да ладно, сагю цекамел дуадешу юкай. Давай. Эрен Техкин, Агдеризам Ибраим, молодец. И такое бывает. Такие женщины, когда бывают, воспитывают таких детей, к сожалению. И доказ, вот это вот последствия вот этих идеологий, к сожалению. К чему привели, каких пассажиров в нашей среде вот это плодит, вот это дело. Я вот буквально, можно я вставлю один исторический момент. Вот со времен Геродота, вот Геродот описывает такой народ, как медийцы. Он говорит, что медийцы назывались ариями, народ арий. Но после прихода царицы Медеи из Колхиды, но это же ваши земли раньше были, Колхида, Нахи, Колхи, да? Вообще-то на нашем языке Колхида, то есть вода, протекающая глубоко внизу, конечно, так, да, в ущелье. Конечно. Ну, это же там Цанарети, Чанти, да, Цанары, Колхи, ну, это все наши корни. Наши, почему? Потому что это же европейские корни, но это уже другой вопрос, расселения народов с Кавказа на север. Когда, почему я на самом деле здесь с вами? Потому что меня привели мои поиски, исторические поиски к Кавказу. А когда я пришел к Кавказу, я пришел к вам.
Вот. Ну ладно, я сейчас по-другому. Я говорил о женщинах. Медея. То есть, ну вот представьте сейчас общество, да, в котором народ, целый народ, патриархальный народ, там не было матриархата, но с патриархальным устроем берет название в честь женщины Медеи и становится известно в истории как медийцы. Вот это показатель того, какое было отношение в народах нашей расы, да, так скажем. Потому что вот тут уже расовый вопрос встает, кавказской расы. Какое отношение было к женщине? Если брать исторический пример. Вот что я хотел внести поправочку такую из культурного наследия, нашего культурного наследия наших народов. Вот такого, древнеисторического. Это порядка 3000 лет назад. Ну, то, что с Кавказа вот это расселение происходило, это тоже многие ученые, историки именно так это рассуждают. Ну, со временем все-таки более точно будет вот это как бы разгадано все, да, потому что там и вот это ДНК, генеалогия, наука ДНК, расшифровка, раскопки, сейчас искусственный интеллект, который тоже может подсобить, тоже если там языковое какое-то вот это, языковая составляющая, через которую тоже можно прийти к каким-то этим выводы делать, общий какой-то язык к нему приходить. Да, виза машвол, рижик. قند إيردو يقوى وإحنا ياتر can you unblock me Hannah? So the kid. Hannah, yeah, some resource. Hannah, can you please unblock me? I want to talk with you. Thank you. So well. Marshall думаешь, чё? Английский матха, шери, Ханна, ночью матцарцен. Я лгача, Маршал, Харнет, Тиматахич, мою махан. Не, Ханна, и моя, мили тоже. Ханна, юхо, чё, саци. Мелх азни. Ну, мелила, ночью матха, шерцы, слышу, надо. Диктация нахчима, вообще. Куча Айлхани нам хаунса, нахчиматик. Ты ее спутал, наверное, с кем-то. Возможно. Хай просто таджим английский, околба хэшвала. Проблемы, это так хушмун нахчимат. Это к Тесле Ибраим. Ну, еще Харнет тут, действительно, с Харнетом можно попрактиковать. Som beatsmeister жвачун зашел, чё, ночью мат бич само зашел, чё, аж мой. Бич дыгдал де бара сам ночью мат. Было главное. Мелко азни его саются хречек, сон английский цахасо совсем другой ханною. Не мелко, это ночью мат. Нохчимата, Харнет, знаешь, что я вот, пока Дмитрий присутствует, хотела эту тему поднять. Мы тут познакомились с одним немцем, который родился в Украине. И настолько это в самом начале, когда мы приехали, настолько я вот именно на его истории я поняла, насколько это важно и нужно. И вот именно вот его история, она еще больше побудила и привела меня к тому, что дети обязательно должны, где бы они ни находились, родной язык. Я говорю, Дмитрий, на русском,
чтобы вы нас поняли. Этот мужчина, ну, ему за 60, и вот он рассказывал, что при Советском Союзе им категорически было запрещено разговаривать на родном языке, на немецком, и они закрывали окна, шторы, и где-то откуда-то из-под деревянных досок мама доставала книжку на немецком языке и читала им сказки, объясняла, что как называется, это все это было шепотом. Этот человек знал немецкий язык в совершенстве. В совершенстве он знал русский, украинский и немецкий язык в совершенстве. Они, вот вы, я хочу сказать, вот, да, немцы, сохранили эту свою культуру, пронесли ее через все эти издевательства, так же, как, ну, вот, чеченцы, у нас просто было намного больше, и у нас было два народа, тоже было очень сплоченно, и вот именно вот этот момент, он меня очень впечатлил, и вот этот вот его рассказ со слезами на глазах, как это все было, и 10 лет назад я тоже помоложе была, я думаю, да, надо, только так и надо. И, ну, стараюсь, где-то получается, где-то нет, но прививаем детям обязательность того, что родной язык, он первостепенный. Вы знаете, Дмитрий, он и в немецком языке Muttersprache, и в чеченском языке Мейнмот, язык матери. Поэтому где-то у нас вот истории тоже какие-то моменты пересекаются. Да, Я бы хотела бы сказать, Бергфрау, ты заметила, ты же тоже в Германии живешь, что с чеченского перевести на немецкий язык намного проще, и с немецкого перевести на чеченский язык намного проще, чем на русский, потому что на русский надо там вообще употреблять другие слова и как бы предложениями говорить какое-то одно слово. И еще один момент. Очень много сходства в это, как эти предложения строятся. Вот, например, у немцев есть вот эти вот глаголы, разделительные глаголы. Например, ich nehme es mit. Ну, вот это вот mitnehmen. Если ты немножко язык знаешь, что это mach es weg, например, да, вот убери это. Вот, например, Да, которые можно Entschuldigung, meine Deutsch ist nicht sehr gut. Ich nicht sehr gut lehre meine Sprache. Meine Mutter sagt auf Deutsch, aber ich nicht möchte sehr gut verstehen. Ich bin sehr schlechter Schüler. Ja, das Dmitri, geht gar nicht. Du bist ja ein Deutsch. Ja, genau. Ihre Deutsch mit uns verbessern. Genau. Бергфрау, я хотела сказать, вот эти разделительные глаголы, у них очень похожи на наши глаголы. Вот вообще в структуре языка вот очень много сходств с чеченским языком, намного больше, чем, например, с этим же русским или там, скажем так. А еще вот эти вот буквы, которые идут у них с умляутами, они, их выговаривать намного проще и легче, мне кажется, ну, только и чеченцам, потому что у нас тоже есть эти буквы А, Ю, вот эти вот, Да. и Например, это, Да, когда я говорю на немецком языке, мне никогда не говорят, что я приехала из России, потому что у меня акцент другой. Из-за того, что я владею двумя языками, чеченским и русским, я могу лучше выговаривать немецкие слова. Мне говорят, ну откуда-то с Италии или с Испании, или вот какая-то смесь с немцами. Все что угодно, только не с Россией. У меня совершенно другое произношение, чем вот только русскоговорящих. Дмитрий, а как это так получилось, что вы не говорите на немецком языке? Я понимаю, я говорю на немецком языке, я сам приехал, я из Латинской Америки, я сам живу здесь в немецком регионе. Я разговариваю на немецком, но моя лексика неправильно построена, потому что моя мать разговаривала, мой отец уже утратил язык. Моя мать говорила на немецком языке, учила меня, но я был плохим учеником. Вы живете в Германии или где вы живете? Нет, я живу в Латинской Америке. Я в Патагонии.
Понятно, понятно. Тогда ты не пользуешься этим языком. Да. Yo ahora hablar por español. Disculpa. Дмитрий, Я говорю по-испански сейчас. Здесь в среде я говорю по-испански, но также здесь есть и немецкая среда, я также общаюсь и с немецкой средой, да, по-немецки. Поэтому я могу понимать, но моя лексика неправильно строится. Дмитрий, я когда в Германию приехала, у меня из немецкого было Ein, zwei, drei и Гитлер капут, и все. Ну ничего, это просто надо в среде А я пребывать. могла сказать «Spazieren Шпациринги. Да, это вообще... Ну, то же самое случилось здесь, когда я приехал в Латинскую Америку, я не разговаривал на испанском языке, сейчас я говорю по-испански. Кстати, испанский язык мне нравится. Приятно на слух. Немецкий не очень приятно, я скажу. Ну, вообще такой грубоватый. Наверное, чеченский тоже. Испанский. Ты знаешь, Ибраим, когда я в первый раз перед своими коллегами заговорила на немецком языке, мне пошли, принесли ведро и поставили передо мной. Сказали, если будешь вырывать, пожалуйста, ведро. То, что вот вы затронули проблему языка, действительно, это была большая трагедия, то, что лишали языка во время выселок и ассимиляция. Действительно, обрезала языковые корни. Вот за время выселки. Это действительно большая проблема. Но дело в том, что мой прадед, он убежал из выселки, он всю жизнь жил нелегально. Ну вот, и вот поэтому у нас еще другая история. Ну вот, потеря языка. Ну, потому что действительно нельзя было разговаривать, хотя меня мать учила языку. Но это большая проблема, да, в народе это большая проблема. Ибраим, вот ты рассказываешь о случае в автобусе, да? Да, Ладно, как бы автобус, там находились взрослые люди, хотя взрослые вообще не должны были этого делать. Но в школу возьмем, например, мы в школе учились, я выросла в Грозном. В Грозном пошла в 1 класс, и в Грозном эту школу закончила. Мы в школе, мы были детьми. Я очень плохо говорила на русском языке, когда пошла в школу, потому что моя мама... Я в садик не ходила, мама нас никого в садик не отдала, она с нами сидела дома, воспитывала нас, и дома, естественно, на чеченском, и там где-то во дворе, когда гуляла, на улице там нахваталась чего-то, и говорила я на русском языке, но все равно плохо, мне было проще общаться на чеченском. Даже в школе нам учителя запрещали говорить на чеченском языке, когда мы, чеченцы, между собой начинали разговаривать. Я уже про автобус молчу, потому что школа это все-таки, это школа, это дети. Детей, вот дети маленькие, даже им говорили, не говорите на чеченском, говорите на всем понятном языке, на русском. Проблемы с языком могу добавить по поводу проблемы потери языка. Прибалтика, вот мой отец из прибалтийских немцев, фамилию чью я ношу. Там Российская империя, пока там была, еще до Советского Союза, до выселок, там тоже внедряла политику русификации. Те немцы, которые там же говорили по-немецки, очень много немцев, и латышский язык. Латышский язык там они оставили, а немецкий язык полностью был искоренен из Прибалтики во времена протекции Российской империи. Тоже как историческая справка. Ну, если вот меня спросить, я сейчас, наверное, скажу какую-нибудь глупость, которую вы не поддержите. Большие нации, они все-таки пожирают маленькие нации, как бы там ни было. Вот если взять, например, любую страну, которую возьми, из Германии, да, потихоньку эта Германия нас тоже переварит всех. Если только, конечно, и чеченцев переварит. Мы
которые непосредственно приехали из Чечни, наши дети, которые еще там сколько-то лет жили и в семье говорят на чеченском, они говорят. Но ихние дети, а потом ихние дети, навряд ли у нас получится сохранить этот язык, сохранить эту культуру, если только мы не будем тесно связаны с Чечней. Имеется в виду вот этот тесный контакт, если тесного контакта не будет. Поэтому этот процесс, он идет на протяжении пока человечества, и он так и будет. Малые народы, они все равно, мне кажется, как это не печально, но мне кажется, со временем и нас поглотят. Вот у меня такое ощущение, не знаю. Ник, но это цель этой империи уже сколько они, 300 лет ее задались, и постепенно пытаются ее уже, знаешь, как осуществить. И ты знаешь, если мы буду сейчас этим молодежным сленгом тут жонглировать, если мы не подсуетимся, то это у них получится, уничтожат. Даже посмотри, даже на чеченцев, которые в Европе, в Германии, тут вокруг, допустим, из 20 семей, я и еще одна вот чеченка, которая не даем друг другу салам, которые приветствуем друг друга так, как приветствовали наши мамы. Понимаешь? Вот что до такой степени. Бергфрау, когда мне салам дают, я говорю «ха дуэль дедик». Вообще не понимаю. Ну, это вот... Саму щащ лилучун башар дуй. Вот это меня удивляет. Вот просто, и Дмитрий, извини, но некоторые слова не скажешь на русском языке. Вот щащ лилучун башар дуй. Вот это меня удивляет. Дош хейтец шун олс иногда. Вот, особенно эта молодежь, которая повернулась на этих хиджабах и на этих ассалям алейкум. Иншаллах, вот эти вот все эти вы дайснан своему олар, дедикхил олар, дал мукла олар, дал бухастам олар, дал сдинахирду олар. Вот эти машалла, вот эти вот все эти словечки у нас их не было. Это в принципе то же самое, только мы говорили это на чеченском языке. Ахахар и арабский, и вот так вот это все говорят. Просто иногда мне это так раздражает, что даже не хочется их видеть. Хорнет и Ио Милвар, мачо, ученик Бамбы Мацарс. Да, и хрубош, я швонсо. И Çünkü hatır daldaga orası badık bir çöz qis vizor orası daveler kaçır парахца его в чате. Допустим, хажла грамотный был задержь бёзал верса кезг бир бобса алзал барды чореза грамотный образованный такин сумза масана еще и королевский семья Ехай семь бешукцы, Чарльз Шигант байвацар, вот изи просто из Чарльза бях борется, он Шигант байцалар. Дальше муацар семейный так, и анволац, айма подростковой жизни стейнс так говорится. Бесна что не дербеш вот, ну не قيم شتير باليني وعجدات دوق بيرش دوش بوغي بيرش بول образованный был нахуй Венц хого мюлч пример цини мюлч барам цивой дустгерч истаг тут и хаттер дерсен балек диш долкяч У него пример вообще, видел ты? Надо сначала количество, потом качество. Короче, коммунистует, как будто бы что людей через вот эти цифры определяет там.
кто куда. И еще такие примеры, да, там, вон в России были крепостные, а потом они куда-то в космос полетели. В России как были крепостные, если не хуже, так же и остались. В космос полетели, потому что у немцев свистнули все технологии в это время, да, там, у кого-то, у Италии, там, Жигули свистнули, у немцев в основном вот эти все технологии, у немцев свистнули во Вторую мировую. Потом это закончилось все. Дальше, когда уже мир начал развиваться, Русня не смогла в ногу со всеми там пойти. И я не знаю, там вот эти примеры в Африке какие-то, о каком-то размножении, он говорит. И что? Ну, размножаются там, потом с опухшими животами дети у них там валяются по всему Судану. И весь мир ходит, их там пытается это самое, накормить. А вообще сейчас хуюется, чисто вот взял вот эту идеологию и всеми правдами, неправдами, короче, что хуюется, что сложное его пассажир. А мне показалось, Извините, перебью, извините, хочу попрощаться с вами. Очень было приятное знакомство со всеми вами, пообщаться было большая честь. Удачи, всех благ. Взаимно. Можете как бы посещать нас тоже в любое время. Будем рады. Короче, милла вала что примерно. Аллах рукой. Бокола иштвала. Дику из гебню квала. Шиен лучун. Вайн даун да цахс. И просто целью задаться денацу инз милч орчу икна да инз дас хизу чан уарна ках кечун чувud ho йотах цун ках кечун чувud ho. А вот я вообще не по той дороге еду, да, и вот корчушин цоколи лита. Вот и я мш объезжать, я ж им хулу, короче, и идеологии, а не речь. Знайсон буксувати деш морикан. За Тесла с людьми дней сдержан, хотя хазит визис, так давала дела координала, как-то они давали, очень багаешь, вахойш, нам холода, скрежь, там малор дорой, но все-таки это нахуй, абуй хейрк, грамотный волчь, три духа, без тралаха, когда гвоздек. Но не по той дороге едет, то есть все хочу. Я уверен, что уж не борцу хажник. есть такие люди, мечтатели, которые мечтают, вот, что в мире можно как бы построить такое идеальное общество, в котором государство будет заботиться о детях, он говорит. Царь годы маду бахцу. Нет, даже здесь, в Европе, вот в Германии, да, которая более продвинутая, чем намного дальше ушло, чем, например, Россия, да, здесь 3 детей, 4 детей, несмотря на детское пособие, которое им платят, несмотря ни на что, они уже потихоньку начинают загибаться в том смысле, что они не могут этим детям предоставить все то, что им необходимо. Не хлебом же единым жив человек, как говорится, да, там еще много чего нужно. Вот, Цудюч, что умножь, это нереально, это его мечты, о которых он намечтал и решил вот здесь вот взять, это все вылить, и как бы нереализуемый. Этот парень просто не находится в реальности. Все, кач. Ему надо спуститься на грешную землю и оглянуться. Это человечник построить, и Бог, отмеш выращивать, и как ферме. Хотя Кипр, царь, и образованный, да, особенно женщин, и ни в коем случае иначе, короче, вообще все уже представь, естественное, короче, потребление, да, я
Это что бякен. Вообще цуза, вообще физиология üç var var iti так şak olsa просто haber de üç var kız. Шо нам бамбах монстр дырцу. Отцу, короче. Вообще весь цахоль. Уже серьезно, мацахоль. Весь было еще. Чука прислушали. Хум дадуется глаза двух, короче. Шиенок просто гнать. Ер мечвана. Ер мовила сюек таюна де хуячи, цахуэжи хуячи, цауэр кучу, ослички чу езером бош. Ну, целти шея йол личик перевернуть. Чу ае маяц. Уэлвэ, шорти, кучу ауис. Кучу ауэла, отзовись. Сум гацагир. Сон хазир ица рас цахоч но хуни кердаса сум гацагир милор. Да, хагуч таволш. Лехерес, преценция такая, чё. Бэди у куча. Виженуется. Машола бэди. Будешь такой. Маршал Хылшу, Масана, Свежий. Во двух шорсом я вот зашел, я не понял, за немцы канал лучше зашел. Я просто так с самого начала не слышал, о чем там беседу вели. Ну, во двух шорсах. Модасти Ибрахим Диккенсов. Бел Дикли ло тедеш хоқяй. Шон хоқ жмыштет. Мыштилдер. Это болиш. Куз там. Куз эрен. Салам маршал. Ду қойы ши барчагу. Сама цуюқя отсын де. Думаю, тана воган, тана отпуск ахируқи бош. Ворон. Маршал дой сөгірік. Хорна, төглü шорна. Сол хэш ватар шон сон марш вола баде. Декан ердис. Алда муло. То خيالير هم داست كرنت. Могжо муё далилой. Ой, я сханок хажни могшо. Некшо. Сам бел биглатуэлайз. Лейл рейсл. Шуно дал это будет. Вай غرق войны غلقды, вай дашь غلق حال ايدن. Ничего, я концовки там видел, как бы, студент, чтобы мост борьба, да, дух мы не потеряем. Мы не потеряли и не потеряем его. Где дух, там язык наш останется. Дал, не зло бы, чакдак. Что он дал, это Бог его. Соверши. Масери бол хода это. Ой, хоук багерч мдовой оно абарек вич. Кезгду ауч до сорт кезгду сон етсон нах дуқу болчукта дугар уманди галбой шашмеш бел оцаш. Такего бач, аудла бачош, хум хош бош, рах история варна. Но ин мас тар изганто чуя на и вори ай вори саше букадош. И ночи чисто in alle ночи но цанах дуе веш хум дат идут мосума обсуждать иргискант. Ах Wilks huizen om kede gorde schrein de dieser way traditie show wa hardo wardo bosh ta lazım лично lazım buza и lazım bu çok mosuma diyeceksin da magaz gbal barçın zaten o diyor arso sana ki pares olkan bal barçın doş için o da sersin no khliari harin kadar qisu чисто it's верса ой популяции дукойсон да свой кезгалар досуга каца агушумда сырсын дукхылч аны it's дукан yok еркер мэлвэла ца ши веро ойно аха так ок даталорду так хархарду но
И почалк цахал қолыма ези все равно. И هرزن болнағы қол сөк хач инзири хылғырды ұшны қойсы. Инзи му қолыры почалк жоқ аз говорят шук инзи арнақ дейіп мел дейіп артып нақ дейіп мел дейіп и қолы и дайығы тундальчы. O dünyada da yürütüyorlar, мировую политику, хугую почалк, ой қолы туда солично тиешвать. Так езиге ой кочугар чта голаха и так сатурват сон мировой политику но нагасон хуючул почал ой қолдоқшдала. А войн кочугар труш гасқи вабишчи туркой бона иранч бон хебеш бон войн элатина и идеологически там мелбу ودعوة تردوش دات يخزني صنت элатина бу и там войн тахқи وش بوي إذا باقي ويبوخش دلهم دوي كي غوشتك شدق يا غوشتك إتام ويد عصا باقعا إغاسقي ويكوشر بولشي все равно сун цагошон ошо غيدي долдук дейсан сун шаншк эс гохой. Карнет. Войн тяхбин болга. Я не буду говорить столетием, бог бин войн тях. حتى بحن وتي حتى كنتي دقة بخشن دلا بقطعها أغبشان والله بق просто وين خوش تهيت وين ميتع دخا وين وفنيت بخا وين تعجمل تعمل ستوه ديش متكل نجاس عن رب غتغتن حبت وهي غوري كيزو صابر وارشخند ويداش لقي اللون باش بيبارشن ويداش حق دوغ داس دال مقلا كرنت ديلافتيش نغدوي ويديخن ديلافتيش بقونتا ديلافتيش خندوي موتي تحمل داس وي ويتحمسك تاني يبالي بي باس ناهت تيليتا داس نخلش بيبات ويتو نسام يهو دنيتها ويعدد ويغلق ويلدرد ويداش عليه عندهم تحنق أمو دعت علينا وين بين ندبوي تحنق أمان بقت بنا ما أكل موشني إمبيريش تدار إنهم توي إسبانتش ويدر عدابا حصل بو وي ميخني كورني كيتيا وي كورني شو تارير نو أني زبيلي إخ إستار كورنيش داغوش ميشر بالخوش خورك بول حبة بيزوي كارنت هونت وغلوين ديل داتا نيكبو مستانيم حيا ليرش كتاتشو بوش دو نونيتو تانا بو إسو ويبو تاجو قيترو تاقيت شندي أبيرانس حيا إسو больше я не вижу ничего. Ну, хоть варварский дождь. По европейским, по всем законам вы острове Ашвадат, хоть عدنيت عيال نورم соблюдать خش حياة قدر يا حيال في حياة متك خوش وكيشنا لا يا حياة متك أو دق كاره خديردو شن برهير داخل واشل الدعاء شن فغير الدعاء شن يقي برت خلر تحتواه خلر وانا ما بيس ديكنا بوت بوي خليش خديردو بس قومني قام بو ويداش إيش كذا تلا هي دخوه بو قام داس خوستم إسكريت على يجوا هانس نجاسن وين أخذ بيزن بايتن وين أخذ بس تقولي دواي أفغانستان بيحكم باقش صوت عزيز إمر سألنا أورح كرنت هذا سيدولت أبادي مصير دو ودا سي أفغانستان يمساعد وغرش أصو حقيقة سعادة ودقاوات كافرسكي أوروبيا ميتشاين عريز بورداخ إنتي إسبانش خليلش وش خليلش تسان تحلقة شطوح حدولة بوش خبر وي ديتلي عليه ملدوق نعبي وببيش وبيش تحلقة ناهن كرو دقيتا يحكي تبدوش كيبر يحسب دوش ناخل عدد يزوي تحلق دوي Конечно, дердис.
Hins vai izpēršau, čukčiš reizgar mubēcoin. Šut vahadula, šdui, dadula, šdēs dadula, jīgā padīla šeidu. أما بار بوشيبنا دو نو حتى دو دا حتى دي أوش حتى دي هم ده خلوا يا شام خلوت حتى دي ديزل كرنت حتى دي ديشان كجناخ حتى دي ديشان دقب برت خليقي ديالو الحمد ده سوق ولا شرطان ياوخ يستوسن دقب بشان سمر قمت بار والله بق تصوريتي بيستخلوش أبادي ويش بالفكرة والعياقة وش شانس بيسي يوباك تصوريتي يستخل قمت وي برشمو تقول ده قمل دوش ديزوي ده دقدال ديزوي تعجم تتخاستر هذا الترلو خاست أتحم أولي أوجه حنيشي سو وقت سجيه تعجم حيقل قشتي بارخول İşte degi çırkı baydaş mı? Bakına jimşar degi çırkı biz kegina bakışlar degi çırkı biz boş mıhlı maskana. İşte liyeş mi diyor? Dört diş karnet diyor. Курятник ü kuşer ağırdı diye kay. Dört diş. Все, а там разберемся дальше. إذا обязательно ويكسن ويتصدح дhamел двечто дедой из не в нашу пользу двечто. Дальше сон хагушдо сурт из ладиош асона хедой я вот иччарчу вой мел хитсдалер вой сунца пицата ичодала 100% вой дадойрдо штук. Инз на прогрессирующий дамодиоди олк вот ичра хючула сигда урмада юта доодо ичра олк да судача и شيء humanitīri, šie omon humanitīri dabūjuši, bet viņš elsmo melgalera sun rost сигмогули. Так, солнце уже будущее уже госуна, дальше. Цес он хездот дешнеш до ош хабар дүйч гана дүйч арбо дешнеш до так гылкш дадойл традицииш дайолшу dik vodu koje moderdiču, estenu tradiciška. Da velak da vjerzvori zudijalier, kada goždeg das iz degge harca ordirzna. Kerta toidats deš da noizol vich tagoats. Mardoština okšan tu drizam ori da derzdo izi Mardošdina očem, Mardošdina ila bila vojiš oriz, Mardošdina oršara vüčhul, nuts masara halkı vağayar, çulu ürü sabudu asli vüčhul. Inz noitsolo oğar цели, ca proces yerqtsiga ha, ca çün xilli yıl diyiz ertsiga, dağıvahtan ardo, Ongian yol husumnan mulet kirantia dahoten ist noitsolo wanschana da emsche kwokstelat du shorize not wahe so yam Ритуалы, наши ритуалы это, наши адаты это. Вы ворхи дяганденца, Адам поймер колаш денца, вы хадин, вы деш хадин, вы адат тоже, вы адат туи. И тогда кэчи, нет буваем бешбе карнет. Уже это ясно, гуштуером, беловодно чоом бьет. Царство каялите сейчас корнет. В любом случае каялите, что ж на бать. Беловодно вымирать. Нет, и что характерно, охуй, мех дай бог, нахмабуй, мех хайкал долж был, мех кел, мех кедер, бог цабу. Это тайный бог, бас царь был. Агузды, карти, баргузды. قيتيا تعاق مهكا سوق تسق واست قمتي
دال حقلق قلا سق واسق متي قيتها حبيش بو طبعا دال مقلع تماما نيشن شفتها حنيس دي زي هم والله ديس كرنت حنيس ديش حنيس لدو نيشو حمد الداس أبوه شقيته عدق لازم سخوزوهم استقبلهم حسن لازم قوستوسون يكرتي أمريكا شتات كاليفورنيا شتات كاليفورنيا تاع يونسكو بوش организацию يوتشي قمت داخ أني боятся чтобы наш язык чтобы не исчез а войны вы хоть отберешь они сопротивляются до кондать даили они не хотят чтобы мы потеряли наш язык а наш сопротивляется этому в истории глобально фундаментально историю видите это продадут покажешь продадут قيتها كرنت يذكر متك قيل قناة دقوها أربيلامنت ويستوري يوه أستبرع أدقاش خان أربين ليل دير واس دوت بقصة خزال تا دوت در вагоном я отсюда все вывезли золото серебро драгоценные камни даже камни вывозили они отсюда شيئت بمبتنا إسكت بمبتنا قمت ويشرت تعادر ناقش قمت دام باجر شيء تشد ياخذ جورجي بو أرماني بو إستوريو صار شيء إستوري أطايا وإستوري إيه جاتا جورجينسك تاسع أيلار ويده وإستوري جورجيو حقوشي جدال مخلا وينقع برتخ بو كرنت شسنك أنت دوتخان شندال أهتو بقر بو سقط الداسة будем надеяться на хорошее и карт да везл еще хамет балор бу ничего я надеюсь что это так и будет если я не увижу шундал это будет Маршал Дума сагат вахус. Маршал. Маршал. Мокш дуй, мокш ай. Бела ханок حاجة دق مقش ветеран. وين يزك تربيني يترد تربيت داد يسقح يقعد يسقوي وتصوبر ديكم دو صوبر دولشون قاه يقلور دو بعد قالش صوبر جم كيس قوة وجيسونم خاتي صوبر دولش هو قوة سو اشتعتو من صوبر خلي حدك الخير درده ودير دو بوال بوكوين با دقو بوال بوين با دقو بوال يودول مقردات أقواج برتي بيش بكوي وبرتي صباح وقاخر دات سوي ده لا تبوال كوي مصير نياديا تيران ودا ميجنش دا كتو شوش دات ميجن خطر بو بيجيوي كيتي مقردات مي تميج ضايق سو ميجي بيدنيا خارج انترنت وين بو بيش لاست تاعم صار كيالتي شاست فيتران وي ملش وين ما خاي وي دايما بوجي وي لامنت وي متك جميوجي وي ملتو مخايو موت صعب بي ومتك قوتشو الحمد لله ладно я оставлю эти бедуинов قمت وين داست قونيقا باست قونيقا يشونم صاحو هدوقات يقوسن يتحبون ناخن يتومن لويت ديش بدقونا نوي دويل ما ياتي وي ديرنات кинули крючок как и отклюют его я не знаю хавел метик ха هاي история ха يرسم بكعب خزا بكعب حتمش بكعب مخدي واثق متي سق واثق متي دي يمخ دي داوات واثق مخ دير ومخ وي داوات ومخ حمد صوتا ايوز وغار ازوترا بيخكم باقلا فيتران دوك نيس صدق شو عدك دوا بوخ دير دوك دك شو عدك باخا سندل مدوي يوك شو حتاني دستخلش حال هو شوالرس اتر اتاغلتا دودل ارولرس تاشيتي بيروك شوها تاغلتا دودل ارولر تافيلا سوستوت بيلوي
Дух чего нервуешь ситуацию? Не то, что нервуешь, Hindi bamba wat, ветеран. И бамба может тандемин потерянет. إيه فورستر ورا فورستر منو إذا يقطع شو ورد لا شو إبراهيم لما تدو دل السردج تا شوكات ليقش أقطعت سبوري تندور أخاتون شقيت شوات يعني بني ما تا سبوري تا ميجر نو شوكي تند سبوري در تا هما يوتومن تا يستوالج بوخير دو تنختر ولر أقطعناش أشتام يومياتش دات حبيري بيوات وياش شق ويرش يقر تا جروب هما أول شون تقول شو تار تا هم يموت ديلا أو تسوي تزيش جوايش ورق تسلا مساكي ويستغليت شو ما زاد شم تار خمش يا بني ما يتعز درو بني تقية تنبوش هو يملش أور يو يتع هو تقول شو مش قيسر تقية أرن حق لا تدو دل الحق لا دكتور أروي روك سؤال شو أروي ليش يو شو يو إيهم شو تعرف قوقهم شيات وبشيء قش مدو إيه ما قالك إيه جو ما هاي قش ما يسرع كمل دياش يا إيه شو قش ما يش يقوم تا تانتي من بالبشوم شيات ديريات يمارشوا تا قوم تا تانتي شيء إسلامسكي ديالوجي يمشيش يتوت إحماياتش يتوت خيال هرادر تاعو يتوت إحمايات вообще هم تقول شلون اكسبرس уже вести هم ايلتر تقول تسلا دوح ويستخل والوش تقيهم شو ايش بام بس ليلو ايش همش بام بتاعتي بام ممتاري الأعمال الجمهوري ولي ده والله شو ماستر اللي اوكي بام بولي مو هر فورستر هرشتا وجي وجوير غات سونسا هما يوتم شمايو إنخ ملبل ويقوم من يحمدو ويقوم بو ألا باس ويقوم بو نخ ما باتش بزور ناتي Ветеран, то есть ты слышал? От Тесли حيقلي تسقوش تنقدول حيقلي и حيقلشик تسقوش ما كوش بيهتر болш кигенакуешь. Им бы поучиться у Теслы, уму разуму, они его перебивают, что-то ему доказывают. يحتخيت در دخو. يح تان هو يوتخا يتير داس دان سان حيخ تشتري دات اخش يقوم بال بوش تاهم دوش بيوش بات بروستم ايش تاع يمشي يش يجيتريتش دوي دوش اش دوتك ش كيرخ دم داتسير تاع وي اسين قامل ديش سابور هو سيقام ديزرق اخشو تاع دوحل قامل ديش حابور هو دين دوي دو اقام عديت اردرس سوهر قام زشات ديش فكو هاي دين ديشو نوخشي ما باخ اس دين تباخ سو سي نوخشي وسو بوصل بوشو هاي بوصل دين زشات دير دو شو 9 مليار 8 مليار دوشون سو سنك حقلوشون نوخشلت اماليس لا هون داش اس نوخشل دوت اسون ميلدك دوحل اتردو ساي قامل ايش دول وديش نوخشل ما ديتل دوي شو اش جيتر شاش دوي شوي تبير سينغ تميو بحر بوش دو شو بوخدو ارح بو اش يلو اشدك دو ميلدك عربويهم دو سو نوخشل زشات ديشو اش سو دوحل شو بوخش اش شو بوخ شو نعت شو عربوي بوخش اش شو نوخشي بوخش تاشي سبوخ نوخشي بون هايني دو بوصل دين بون وايش دوتر دو سامان وشال Really? Ветеран, да, حقلقلا ينوخ يغلغ حشكت نغباتش وين تحكمدو وين اتون بزنس جو وين تحكمدو ветеран ده الله دق سويجي دشو
شدوات موسوسة شدوات شد عليانو سوا وبشو وين بروست قهويكش بوخ قهويكش تاع قهويكش بوخ يتصابوا لنا لويت ديش بوتو absolut وين بوشيقي كيدا كونتا ترتيخ دوي 50% خد خلي شو باستون وترى 50% تخلشي تان غوش دال ديش ما هولي تانو ما توقع وات توقع غوش خل بيزيو صح غوش لا تكسر أول باك شيء أول بوي شيء برضو أول شيء كنز شوال شيء غمرة يوشوال انت وي بيتش باش انت وي بوخش دون لاح كاس بوي دوق دينك سو انت حستو تبا خيل سو انت راسي ليل شاني سؤال سو تياتو على وي هودو تيال انت سو تعلوش ويكسن غيرو ويتل جو تكبا واتسو خيل غاسكش حسن تكشن ات كاس جيناشين راح بيتش بوت يامرت دو ياش بوال بتلو شي كدلك ياش شي كرواح دكنتا وغيتش دوي ميالك حياقش حسن تكشنجين خيل باخ وتيات ويس سوم جو تكبا واتسون سو ووز ما ويس ما قدوك كده وماتل وحويردو براك رجدات يحمدو يبوخش واتل برستو والسو قياستو اشغل حسن كازنيس لو بوخش بحياستو تبا بروست الرقشو هو داتشو سيما ور اسبواخ بور وهوك اور ملو الاور جيتور تيش بيوي جيتور لدر ووتي اشتمشك واق با سياتو الرقص وزداتش ناخ وش لدر ليلش سويت يحر تان بلغ تانا واستو باخسو ابريتينك بول اون ما غايش زوني ابريتينك بول بنوي باختو شا شين دو قوسولي دوخشي جين هينتي بويش بوشين حسن تجين واتشين يدين نيرو ناد لتشيت بارت وسوي بس باي شو تقواتسو نو سون ايش تخيل باخ وقتيات ولق سوغا اي بوخشو تاخوش ناخ ما لدر خل بيش بولي ايش بامبوت نرمال نو دا كاز بوقش قداتسو ياق اسحال تولدو سوغا اي بوخشو بايس Really? Veteran, vayday bi axşa boxşat yahbilin bat. Vayday lorder futkoyon. İstol var. يدوك احسن تعبول سالر يدوك نسبة Что-то отхандуй, мечтай, вала Америка, чтобы он мог разговаривать, подняться головой. И он лордин вайдаш. Идите на кар. Да. Киднякиш, меднякиш, сюдай, хуй, кидняк бог, худу, таилиш. Тиша бог бог. تعمالر تنوخشي شو أذربيجان شكر بازرا هم تا إيداتو تانجر أخش داكن تو يولوك نوخشي شو أكي يحتا يتش أكوك وحد يحنا هكو قالك داك دوكسون تشتو نزدان شو تباكينو ليل تاجاه نوخشي شو يحتا أهريون الليرك تارتو أش دولت وغاهم يعني وش بروست نوخشي بو البولز وتداش دوي إيش ديلش يا مرتنونش ياش إيش ديلش دات ياش شو بايوش بيتشوش يا مرتنونش ياش دوك جينكسون يحمدوي أك خيل إيش تليرين هم كل شيء أهدني تاتيشم خلويدي والله ما قداني غاسقي شو я помню 70 года 10 килограмм дошли молор война сега там азербайджанцы мотор и غاسقي شو мотор эти люди честили да молор هند 100 грамм мелчи водор вор 100 грамм делчи водор вор ну бы мясо помитера 100 грамм 100 грамм бястрант бабина капишем войдешь того пинтишем бабя سام تيقيتن خل خلط عينش خل شق والش أكينت إت كل إتنيا تدعوش إنيا بيش إتساندك خل يق بكن بنيا بري إتنيا تقول إت جوي تتوالش إنيا بيش يوش إت كل كنت خل دو تاندك شي خل شولش ساولش خل ولوش شي خل يقيتن إتنيا تقول إنيا تتوالش نرمان توالش إنيا بيش يوش إت كل
قونا ولا и кидек стеж 10 взять по закону воровским там год стоп есть да ты вот да ты вот хадака и тиша бо тилбеш قونا تو سنه اقداق حيداق ولی نگاشن ده یا خم ازم وين ده хадас не хама виж хадас нагаша деш хучи я азм приблизительно. Ценности духовной поменялись, ценность. Материальные ценности халах яхвой. Духовные ценности киет дел. Материальные ценности халах ях. Они нас вынудили, ветеран, вынудили. Мы должны были выжить. Себя вынудить тем, что холодно должен. Она бережды, опухшие дети лежат у тебя. А эти там шикуют. Ничего себе, я буду себе дома, что ли? Нет, извините, пожалуйста. Получите. Hins her way kamel de rezi matsakulush dakh hins astah shtum dit dat hins ahta khat dat ho hins atsayu shtum khaler qatsan dit san la duat no khay shtagil qukum dit dat ush dat qatsan tam shinu mad يقام هدو غير قط ده قام مدات ветеран вы лом халаха чулавчи куют тут думали да куют всегда так вынуждать и грабить правильно делали а что они ожидали больше и что нам истории а вы халгры истории цаюс ханкар. Мы никогда никого не воровали, у нас работорговли не было, у нас зинданов не было. Приходи свободный бож, почал хиловый, и сюда все тянулись, и мы их приняли. Баймоста, Хамбаш, Баханс, я же губяха, я бези. Малер, вы грабить дешь делдат, цервой даяхник, и до набеггена юрт шумшия гаин, это юртер даях юл, дуй цер. باخم دهوش مخليته دخني ميلدو إدق دخني حدق بيالخش يومش دلين ويشت دو تا اتعب ديوتم شنوخش دلي دا مدات هوندا تسار دخني ودهوش خل تايرتينز история юшдак бара Нас поставляют в другом статусе, понимаешь ты? Садуются, нас перевернули и поставили в другую сторону, как будто мы тут варвары какие-то, грабители там, хадыр. Кудуются, да, валок бьер, жамби, б. Hint история юшчен, hint даг доксон, hint итан юрт элети, и адам эт юртер кэч юрт кэч. Уже эт غاز كتيجي حقوشي ات يرترى بود بيش خلش إنخ يوخ خيت يرتاح ات قولو يرترى بود بيش ات هن يرتاح صوتي شيوش مرش شي قد دقي شيوش لازم دوك شي قد دقي الغيرتي مرش بوخش شي قد دقي شيوش خيزي نخ مدوي وين يمش ديس دلوي غوشي قيس دل هند ديس دلوين really ترى ويدي هانت أخوي أنا هيا ده شو أشي غرش يدخل بيكون تيجي جماعة ترسين عايز برستك عليه. Он в то время должен был, а Мабахар, он не знал, когда враг придет. Он всегда готов был к этому врагу, чтобы выйти. Ишхиловый адов. Ицах был готов, позакичкал весь. Сандаль жиха, ацево, вот, ин аллата, атмячу, юха, горча, кетчон. Айдол, что он данистый, горча, ишмети, постал эчмети, он сандава, а он ладавис. Инца давис. It's borstach, ebbezen stukjesjen, gelgieters, dudus dail. Achsien sa etgetek shiek addaiten, was ebbezen stutchung dail, achzutcho ishien ish ushte yet. Je lederch deller.